Уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день. Мы рады вас приветствовать сегодня на нашем семинаре, который посвящен достаточно серьезной и тяжелой проблеме, которая связана с предотвращением детской смертности. Мы проводим наш вебинар в преддверии 10 сентября, Всемирного дня предотвращения самоубийств. И этот день завтра. И Министерство просвещения Российской Федерации в преддверии этого дня, присоединяясь ко всем странам, начинает усиление мер и специальную работу, методическую работу, которая в целом отражает государственные меры и отношения к данной глобальной проблеме. Основной посыл, который нам важно донести до каждого из нас с вами, до понимания каждого из нас, что многие смерти, особенно смерти детей, можно предотвратить. Нередко для этого требуется минимальное, малозатратное вмешательство. Всемирная организация здравоохранения призывает все государства усилить все возможные меры. И в 2014 году был опубликован глобальный доклад, который так и называется «Предотвращение суицидов. Глобальный императив». И сегодня мы будем говорить в первую очередь, конечно, о нашей отечественной специфике, связанной с вопросами предотвращения самоубийств среди детей и подростков. В первую очередь о тех детях, о том, что могут сделать в первую очередь сами педагоги, психологи, классные руководители, взрослые, любые взрослые, для того, чтобы не допустить смерти. Трагедии, которая по оценке последствий связана не только с жизнью конкретного ребенка, конкретной семьи, но имеет достаточно тяжелые, отсроченные, широкие социальные последствия. В национальных стратегиях по предупреждению самоубийств и суицидальных попыток должны быть предусмотрены меры межсекторального взаимодействия, объединяющие усилия для того, чтобы решать эту серьезную и тяжелую проблему. Уважаемые коллеги, сегодня в рамках нашего вебинара принимают участие, кроме меня, представители Министерства просвещения, наши коллеги, представляющие Министерство здравоохранения Российской Федерации, научный институт имени Сербского Геннадий Сергеевич Банников, и представитель самой замотивированной, так скажем, аудитории общественных организаций Михаил Игоревич Хосминский. Многим из вас он наверняка знаком по выездам в регионы, по проведению межведомственных совещаний, семинаров, посвященных данной тематике. И на наш взгляд, вот такое взаимодействие, оно позволяет как раз и обеспечивать то самое межсекторальное взаимодействие и взаимными усилиями поддерживать, возможно, вытягивать там, где это необходимо, где какие-то компоненты западают организационные, вопросы, связанные с профилактикой и предотвращением суицидов. Нужно сказать, что 10 октября 2019 года в рамках Всемирного дня психического здоровья в центре внимания точно так же будет стоять вопрос предотвращения самоубийств. То есть эта тематика, опять же, выбрана как ключевая для проведения разного рода информационных мероприятий во всем мире. Я думаю, что Российская Федерация в этом отношении не останется в стороне. Конечно, в первую очередь Всемирная организация здравоохранения призывает все организации и учреждения здравоохранения в этом принимать участие. Но мы прекрасно понимаем, что без усилий, связанных с образовательной средой, с созданием комфортных, безопасных и, самое, наверное, главное, не провоцирующих суицидальное поведение условий в образовательных организациях, эта работа может стать эффективной, полезной для всех нас. Поэтому вот начиная с сегодняшнего дня, по окончании октября, в течение 1,5 месяцев будет проводиться различная организационная просветительская работа в ваших образовательных организациях, в первую очередь с педагогами и родителями. Эта работа должна быть направлена на повышение чувствительности взрослых, самочувствию детей, на организацию работы, которая повысит личностно-профессиональный ресурс самих педагогов, ценность которых не только в виртуозном владении учебным предметом, но и, скорее всего, в большей степени в осмысленном педагогическом подходе ко всему тому, что происходит с детьми в классе, ко всему тому, что мы сами организовываем и проводим.
И, конечно, становится иной роль педагога-психолога, работающего в школе или в Центре психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. И, по сути, аспект отношений как определенных факторов, способствующих, влияющих, воспитывающих культуру либо ценности жизни, либо, наоборот, ее уничижение, становится ключевым при организации проведения всей воспитательной работы, которая есть в образовательной организации. Мы об этом еще будем говорить более подробно, возможно, в продолжении наших вебинаров. Сразу хочу сказать, что у нас ограничен формат временной сегодня работы. Мы планируем работать в течение 3 часов, вот с 9:30 до 12:30. Поэтому, уважаемые коллеги, если у вас возникают вопросы, вы можете их направлять на специализированную почту, которая создана на сайте Центра защиты прав и интересов детей. Ее адрес «Спасти от пропасти». И я вижу, что проблемы со связью, да, коллеги пишут, звука, видео нет. Все хорошо, коллеги, вы слышите нас, надеюсь? На эту почту «Спасти от пропасти» вы можете присылать свои вопросы, исходя из которых мы сформируем дальнейшую тематику проведения вебинаров. Она может касаться каких-то определенных специфических моментов, и работа будет продолжена не только в течение этих 1,5 месяцев, но и на протяжении всего учебного года, потому что есть определенная цикличность во всей этой проблематике, и, соответственно, организация работы тоже должна быть проведена с учетом этой цикличности. Конечно, нужно сказать о том, что данный электронный ресурс позволит нам с вами, если вдруг будет такая необходимость, организовать дополнительно и индивидуальное консультирование, если вдруг эта проблема, еще раз повторю, существует конкретно в вашей практике. Но это отдельные другие специфические виды работ. Очень важно, чтобы, если наш вебинар смотрят заместители руководителей школ по учебно-воспитательной работе, которые как раз сейчас, в сентябре месяце, запускают все планы, формируют их, обсуждают по именно воспитательной составляющей, мы очень просим, убедительно просим, как Министерство просвещения, обратить внимание именно на этот аспект и оценить, насколько среда образовательной организации является продуктивной и позитивной. Нужно сразу отметить, что в конце сентября месяца, 25 сентября, планируется заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, где будет рассматриваться вопрос организации работы по профилактике детских суицидов на территории Российской Федерации. И, конечно, нам очень важно, чтобы на столь высоком уровне вся наша с вами каждодневная работа также была учтена, но учтена не с точки зрения того, что поставили галочку, что да, хорошо, мы это делаем, а реально практическая, продуктивная работа бы нам позволила остановить, предотвратить и в нужных ситуациях помочь. Поэтому ключевыми задачами для реализации данных планов и мероприятий в сентябре-октябре, еще раз повторю, 2019 года являются следующие. В первую очередь это проведение в образовательных организациях мероприятий для родителей по формированию культуры профилактики суицидального поведения. Это мероприятия, которые позволят погрузить родителей, но очень тонко, очень аккуратно, специфические моменты, связанные с спецификой возраста, с особенностями того, как будет организован образовательный процесс в течение этого учебного года, на какие аспекты родители должны обратить дополнительно свое внимание с точки зрения цифровых рисков или с точки зрения, опять же, ситуаций, связанных с межличностными отношениями, которые являются все-таки ключевыми для подросткового возраста. Неважно, опосредованы они виртуальным общением в соцсетях или они являются прямыми непосредственными в школе, в классе, между школами. Часто возникают такие ситуации, когда молодые люди
отношения свои выясняют, и в это втянуты достаточно большие, в том числе и детские, и взрослые иногда коллективы. Поэтому вот на эти нюансы необходимо будет обращать внимание. Хочу сказать сразу, что такое проведение мероприятий может быть использовано и для того, чтобы, опять же, вовлечь достаточно большую, широкую аудиторию для привлечения к этой тематике внимания, для того, чтобы было понятно, что если нет жизни, то нет ничего, в принципе. И тогда обесценивается и обесмысливается и организация образовательного процесса, и, собственно говоря, все другие жизненные реалии, которые есть вокруг. И это достаточно серьезный и очень такой вот непростой вопрос, который должен с точки зрения понимания войти в профессиональный диапазон каждого педагога, классного руководителя и каждого педагога-психолога, который принимает участие вот в организации этого процесса. Причем очень важно привлечь на местах для организации проведения этих родительских собраний коллег из организации учреждений здравоохранения на местах, врачей-психиатров, психотерапевтов там, где они есть. Конечно, это достаточно редкие специалисты, большей частью они сконцентрированы в региональных столицах, но вместе с тем здесь можно продумать вот в течение этих 1,5 месяцев такую большую сетевую системную работу, которая бы позволила информационно и мотивационно, скажем так, охватить большую родительскую аудиторию. Конечно, могут привлекаться ваши коллеги из региональных управлений либо агентств по надзору в сфере коммуникаций. То есть это на федеральном уровне Минкомсвязь представляет, а на региональном уровне ваше управление или вот агентства, которые обеспечивают контроль и, скажем так, взаимодействие в сфере СМИ. И, конечно, наши коллеги, которые работают в организациях, учреждениях для молодежи. На федеральном уровне это наши коллеги, которые работают в Росмолодежи. Поэтому такой вот большой, с одной стороны, как нам будет казаться, объем работы, он, с другой стороны, будет позволять систематизировать, и еще раз повторю, с учетом жизненного цикла в образовательной среде в целом, да, в начале учебного года, очень тонко и очень правильно и квалифицированно, еще раз повторю, настраивать чувствительность самих родителей и самих педагогов к ценности жизни наших детей, наших обучающихся. И, конечно, позволяет организовывать в дальнейшем и с ними, но только уже после того, как мы проработали со взрослыми, ряд дополнительных мероприятий, которые не прямую, скажем так, задают вопросы детям по поводу, а что ты знаешь о суициде, а формируют такую косвенную образовательную среду, которая, еще раз повторю, демонстрирует ценность жизни, с другой стороны, позволяет, если возникает ситуация риска, диагностировать, выявлять эти ситуации и, конечно, тогда запрашивать соответствующую квалифицированную помощь. Немаловажную роль в этом плане, вот с точки зрения диагностики риска, и коллеги, я думаю, будут об этом более подробно говорить, с точки зрения правильной маршрутизации играют как раз педагоги-психологи, которые работают как в школе, так и в муниципальном либо региональном ПМСС-центре. То есть вот на это, уважаемые коллеги, тоже нужно обратить внимание. И думаю, что в рамках ПМСС-центров могут работать педагоги-психологи, имеющие клиническую подготовку. Это педагоги-психологи, которые напрямую в рамках именно уже межведомственных связей взаимодействуют с такими же клиническими педагогами, психологами в организациях здравоохранения, психоневрологических диспансерах, с дневными стационарами, там, где они организованы, детско-подростковыми на местах, и непосредственно обеспечивают, скажем, безопасный люфт, если это необходимо, безопасный переход, помогают мотивировать родителей в случае, если в ситуации суицидального риска есть вопросы, связанные с психическим вот таким вот здоровьем, да, и есть сомнения с точки зрения того, что у ребенка не проявляются те или иные признаки заболевания. Какие в настоящее время для этого есть у вас ресурсы? То, что уже создано и отработано Министерством просвещения, прошло
экспертную оценку со стороны Института сербского и Российской академии образования. Конечно, это ресурсы Центра защиты прав и интересов детей. Вам достаточно войти в раздел «Методические материалы». Там выложены все основные материалы для проведения как раз педагогического совета со сценарием проведения и материалы для проведения родительского собрания. Конечно, вы можете эти материалы корректировать с учетом специфики своей организации образовательной. Кроме того, там выложены материалы по обеспечению психологической безопасности, включая материалы непосредственно для самих подростков, если это необходимо. Все эти материалы актуальны, они разрабатывались в 2018 году. И, конечно, для того, чтобы ими воспользоваться, еще раз повторю, если возникают какие-то вопросы по их использованию, вы можете задать этот вопрос непосредственно на наш ящик «Спасти от пропасти», и коллеги всегда готовы будут отреагировать. Там есть страница, она называется «Профилактика девиантного поведения», и целый большой раздел, который так и называется «Ценность жизни. Обеспечение вопросов детской безопасности». Кроме того, также в 2018 году был разработан навигатор профилактики, который адресован в первую очередь педагогам и классным руководителям. В рамках этого навигатора прописаны пошаговые инструкции действий учителя, классного руководителя в случае выявления риска суицидального поведения, обозначены основные признаки этого риска. И такая памятка, она памятка под номером 4, ее также можно скачать для использования у себя просто как настольной памятки на сайте центра, и прописанные ситуации, которые требуют повышенного внимания со стороны педагога. Кроме этого, в марте 2019 года нами были направлены в региональные институты повышения квалификации ссылки на программу повышения квалификации, которая была разработана с участием психологов МГУ и Российской академии образования, которая может использоваться для организации курсов повышения квалификации педагогов-психологов в образовательных организациях. И эти программы, конечно, региональные институты должны использовать для своей работы. Еще раз повторю, немаловажно знать, какие некоммерческие общественные организации, кризисные центры на территории вашего муниципалитета, субъекта оказывают профильную психолого-педагогическую помощь, или есть частные, бывают такие ситуации, частные медицинские центры с соответствующей только лицензией, чтобы она все соответствовала требованиям Росздравнадзора, куда можно будет направить родителей с ребенком при условии, что вы испытываете дефицит вот в инфраструктуре, которая есть непосредственно в вашем муниципалитете. На это нужно обратить внимание. И, конечно, вы должны понимать, что когда вы привлекаете экспертов для организации проведения вот такой информационной, мотивационной работы, либо непосредственной работы с подростками, например, в групповом формате, конечно, вы должны точно знать, что качество работы этих экспертов соответствует ключевым требованиям, ключевой методологии, которую в том числе мы сегодня вам транслируем. Потому что иначе могут возникнуть риски не очень такого положительного плана. К сожалению, мы имели опыт в прошлом году работы нескольких частных психологических центров, которые были закрыты судебными решениями по представлениям прокуратуры в ряде регионов нашей страны, которые оказывали психологические услуги, но при этом они были сопряжены с насилием в отношении подростков. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз повторю, вот маршрутизация подростка, она связанная с риском суицидального поведения, она должна быть точно выверена. И, конечно, очень важно сейчас, в начале учебного года, обновить все контакты, которые в этой тематике есть у вас непосредственно в связях вашей школы, вашего муниципалитета и вашего региона. Ну и последнее, наверное, в этой части – это поддержка сензитивности педагогов в течение всего учебного года по мере нарастания проблем, по мере нарастания усталости и напряженности в учебном году. Эта работа, конечно, должна быть, еще раз повторю, такой цикличной, для того, чтобы можно было это включить, если говорить таким организационным языком, циклограмму работы,
классных руководителей, педагогов, психологов, потому что мы никуда с вами не денемся от того, что вот эта чувствительность как со стороны взрослых, так и со стороны детей, она может проявляться как со знаком плюс, так и со знаком минус. Собственно говоря, поэтому мы проводим в начале учебного года наш вебинар для того, чтобы, с одной стороны, показать, каков может быть, так скажем, общий, комплексный, методологический, философский подход к вопросу, связанному с профилактикой суицидов. С другой стороны, какие уже специфические клинические составляющие должны быть учтены при организации профилактической работы в отношении детей и подростков. Уважаемые коллеги, я желаю нам с вами продуктивной, позитивной работы. Мы открыты к сотрудничеству, ждем ваших вопросов, потому что, исходя из них, мы будем формировать в последующем тематики наших вебинаров, связанные с вопросами предотвращения детской смертности. Я желаю нам всем удачи сегодня в нашем вебинаре и хочу предоставить слово Михаилу Игоревичу Хасминскому, руководителю кризисного центра, человеку, который очень много сил и времени тратит именно на вопросы, связанные с профилактикой детских и подростковых суицидов, и очень неравнодушному человеку. Пожалуйста, Михаил Игоревич. Спасибо. Скажите мне, куда говорить? Куда? Камеру. Понятно. То есть меня будет видно со стороны, да? Хорошо. Ну, в принципе, всегда удобнее как-то посмотреть. На. Значит, разрешите тоже вас всех поприветствовать. С кем-то, возможно, мы действительно знакомы. И еще познакомимся. И Лариса Павловна сегодня задала такую тональность в достаточной степени такую интересную, не то чтобы обо всем, да, но вот о чем самом главном, о начальном, о том, без чего, ну, как бы очень сложно будет. А дальше уже, вот, как Лариса Павловна сказала, ориентируясь на ваши запросы, будем эту тему, значит, развивать. И я тогда сегодня коснусь нескольких вопросов, очень важных, на мой взгляд, именно в практическом смысле, потому что, ну, достаточно большая практика есть. Я вообще считаю, что как-то вот, например, кого-то чему-то учить должен человек, ну, который хотя бы сам много раз, там, десятки раз смотрел лично в глаза тому же суициденту, если мы говорим о суицидентах. Вот здесь сегодня специалисты такие. И, в общем-то, исходя из практики, вот я бы хотел рассказать вам некоторые вещи. Ну, я буду листать достаточно быстро, что Всемирная организация здравоохранения призывает сделать предотвращение самоубийств. То есть эта тема, она не только для нас важна, она важна, собственно, для всех. И надо сказать, что все-таки существует и достаточно много стран, для которых это гораздо более актуально, чем для нас. Хотя это тут расслабляться как бы не стоило. Ну, Россия, в общем-то, снижается в... в рейтинге. Значит, если, может быть, меня доктор поправит, я переключаю. Что? У нас просто не двигается презентация. Ну, все нормально, можешь продолжать, да? Ага. Значит, в принципе, ну вот по исследованиям профессора Любова, известного суицидолога, ну, около 5 миллионов россиян находятся в так называемом суицидальном дискурсе, то есть вовлеченности в эту тему. Это не значит, что все, естественно, закончат жизнь самоубийством, а просто это вовлеченность. Еще раз, что вот Геннадий Сергеевич, который здесь присутствует, он как раз, может быть, там, может поправить какие-то детали, если я что-то не так скажу, но в целом это вот известно. Ну и 1 к 10, да, это известные соотношения. Некоторые там 1 к 30, это суициды законченные и незаконченные. Ну и вот из тех, которые как бы не случились до конца,
значит, естественно, не учитывают замаскированные суициды, которых достаточно много. Некоторые там, попытки, которые не привели к смерти, тоже не учитываются. Какие-то идут за счет там, несчастных случаев. Ну, конечно, никто, к сожалению, не говорит о случаях инвалидизации, так сказать. Потом, то есть всякие вот эти инвалидизации тоже часто списываются на какие-то там другие факторы, совсем а не на суицид. То есть вот это вот то, что действительно, на мой взгляд, необходимо знать, чтобы выстраивать профилактически. Это очень, сейчас прошу прощения, очень так примерно и приблизительно, что психические заболевания где-то составляют, ну это по книге Старшенбаума, суицидология и кризисная психотерапия, там, ну, 20% психические заболевания, там, 20% аффективные, остальные там различные другие причины. Может быть, Геннадий Сергеевич улыбается, я так чувствую, что он хочет поспорить с Старшенбаумом, но он это сделал. Амбрумова. А? Это Амбрумова написал. Амбрумова. Ну, Старшенбаум, значит, к себе книгу, да, перенес. Ну, хорошо, ладно, все. Айна Григорьевна Амбрумова, автор этого соотношения. Возможно, что это соотношение может динамически меняться, ну, с течением времени, да, то есть это не какие-то такие прям жесткие цифры, но тем не менее. Значит, мифы я, наверное, пропущу. Это Геннадий Сергеевич, может, лучше скажет про вот эти мифы. Вы будете о них говорить? Они так столько уже говорят. О них много уже говорили, поэтому, да и времени, собственно говоря, нет. Я думаю, что все специалисты нас слушают, поэтому вы, наверное, это уже знаете. Значит, про суицидальное поведение. Вот тут у нас есть очень много таких вещей, которые нас путают. Что такое вообще суицидальное поведение? Да, вот если классическое определение, любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые представлением о лишении себя жизни. То есть это должно быть желание, собственно говоря, себя лишить жизни. Да? Про период понятно, пресс-суицид до пассивные мысли, вот эти антивитальные переживания, это фантазии на тему смерти. Там хорошо бы умереть, не было проблем, обесцениванием жизни, но это еще, в общем-то, не суицид. Да? Это бывает часто и у многих людей, и гораздо больше, чем, я думаю, у 3% населения. И вот не надо, если человек говорит, как-то вот так жить тяжело, вот не хочется жить. Это еще совершенно не значит, что его надо срочно, так сказать, госпитализировать и начинать как-то очень жестко с ним работать. Я вам расскажу вот один последний случай, просто не буду говорить регион. Значит, одна из специалистов комиссии по делам несовершеннолетних у себя же в подъезде, вот бывают такие случаи, встретила девочку, которая там сидела, у нее тяжелые там, как потом выяснилось, отношения с родителями, и она вот просто ушла и сидела в подъезде, пока тепло. И вот эта женщина, она говорит, я бы ее к себе взяла, вот там, на ночь как-то, как-то мы с мужем вот в таком квартире, нет такой возможности. И я, говорит, ее все поговорила с ней, налила чайку, мы посидели на кухне, отвезла в центр, просто чтобы она переночевала там. И когда она утром принимала душ, кто-то увидел у нее, значит, старые, причем шрамы от пореза, да, и, говорит, я не успела глазом моргнуть, в общем-то, ее отправили в психушку на госпитализацию. Вот в итоге что сделали? Вот кому хорошо? Вот это как бы врачи, наверное, говорят гипердиагностика, да, то есть в данном случае, конечно, это были излишние меры, видимо, потому что просто непрофессионально сработали. Ну а суицидальные замыслы – это уже активная форма проявления суицидальности, то есть уже продумать способы суицида, там время действия, вот это уже как бы серьезно. Ну и, конечно, уже намерение. Уже к замыслу волевой компонент присоединяется, и тогда действительно может что-то происходить. Это вот просто такая вот базовая. Но целью истинных суицидов значит, является лишение себя жизни, да, как говорится. А вот демонстративно-шантажное поведение – это совсем другое. Это не значит, что тот, кто демонстративно-шантажным поведением занимается, не может лишить себя жизни, там, случайно, например, да. Но, в принципе, таких вот демонстративно-шантажных больше,
и я думаю, Геннадий Сергеевич тоже подтвердит, что где-то 80% как раз мальчиков по истинным суицидам и 20% девочек. А по шантажам примерно там наоборот. Да? То есть, и здесь, конечно, надо обращать на это тоже внимание, хотя, ну, в общем-то, и девочки, естественно, тоже, к сожалению, кончают жизнь самоубийством, как и мальчики. И вот здесь очень важный момент, что тот, кто шантажирует, если мы вокруг него устраиваем то, что он хочет, и вот это можно привести, наверное, в пример самоповреждения рук. То есть я думаю, что специалисты в основном знают, что если нету гемофилии у человека, то вот подобные порезы, которые вы видите на слайде, да, они ни к чему там страшному, такому прям суициду не приведут. То есть никогда таким образом артерия не будет повреждена. Но вот это все может привести, конечно, к другим последствиям, например, к заражению крови. Такие случаи бывают чаще. Но для чего вот это делается? Для того, чтобы, ну, в каких-то случаях там, привлекать к себе внимание. Есть такие случаи. Да? В каких-то случаях и очень часто, наиболее часто, на мой взгляд, такие случаи для того, чтобы внешней болью, скажем так, внутреннюю уменьшить, да, то есть вот психология, такая внутренняя душевная боль, и когда они наносят на руки, это, кстати говоря, не только на руки, можно на ноги, можно там как угодно, и некоторые таблетки принимают даже для этого, и вот эта внутренняя психология, она там уменьшается, и уже закрепляется такое поведение, это следует все чаще, чаще и чаще, и в итоге вот приводит. Но если мы возьмем, например, случай, когда просто таким образом хотят привлечь внимание, то если мы вокруг этого начинаем раздувать прям вот эту вот такую деятельность активную, даем внимание, которое, собственно, манипулятор хотел, то это как раз ведь может быть тем для него, что позволит ему дальше и дальше продолжать подобные вещи, потому что такое поведение мы ему закрепили. Значит, он получил такое некое поощрение. И вот как определять между этим, да, эта тема такая сложная, большая. Я думаю, что мы ее, конечно, тоже, наверное, будем обсуждать. Есть у меня некоторые мысли по этому вопросу, но пока пойдем дальше. Значит, низкая выявляемость. Вот то, что я вижу, опять же, из практики. Неоптимальное лечение психических заболеваний, да, различного рода. У детей тоже бывают психические заболевания. И, на мой вот взгляд, недостаточно проводится профилактика, потому что стигматизация имеется. И родители, например, говорят о том, что, я же его не могу отдать, он же станет овощем, понимаете. Вот я сколько раз на большой аудитории там сидит там 300-400 человек, я спрашиваю, поднимите руку, кто знает хоть один случай, когда, ну, более-менее сохранного взяли пациента, даже не обязательно ребенка, а вот из психбольницы он вышел овощем. Вот есть у вас такие истории? Нету. Я думаю, откуда это? Это все из американских фильмов, собственно говоря. Понимаете, с чем я всех поздравляю. Вот она откуда происходит стигматизация. И вот эта вот стигматизация психиатрической деятельности, что нельзя его на учет ставить, а то вообще никогда его не снимут, всю жизнь испортят и так далее. То есть не понимая, что там динамическом наблюдении происходит. Во всех случаях, в большинстве случаев, если сам человек приходит, то, я так понимаю, ничего не происходит. Вот сколько я говорил с врачами, я думаю, что Геннадию Сергеевичу задайте этот вопрос. Ну, конечно, когда уж попытка суицида была, то тут уж понятно, даже не в любом, даже при этом случае. Но я думаю, что это хороший антисуицидальный ресурс. Надо говорить, что там потом будет тебе по полной,
Но даже в этом случае, видите, как бы Геннадий Сергеевич говорит, что не во всех случаях. Ну, это вот лучше к психиатру. Поэтому, конечно, вот чем должны заниматься, на мой взгляд, учителя. Это дестигматизацией той же самой психиатрической, психологической помощи. А я опущу там все проблемы, конечно, которые связаны там с игроманией. Понятно, что это все. Учителя должны учить, Михаил Игоревич. Учителя в первую очередь. должны учить, я Да. полностью с этим согласен. Они должны воспитывать, Психологи. и как раз они должны вот этот аспект отношений поддерживать. Конечно. Правильно, но они могут, воспитывать они же могут, и собственно говоря, родителей, и объяснять какие-то очевидные вещи, а дестигматизация, это просто... Они сами боятся психиатра. Поэтому об этом Послушайте, кто боится психиатра, мы сейчас обсуждать не будем. Значит, понятно, что сейчас там много по поводу долгов различных, и я расскажу потом технику работы с каждым из этих вариантов, если у нас останется время. С чувством вины, кстати, обратите внимание, что вот сколько я не смотрю, после тех же суицидов, в том числе у родителей, когда дети каким-то образом попадают в эту ужасную воронку, и когда у них родители кончают суицидом, а такие случаи, к сожалению, опять же, далеко не редкость. Вы знаете, удивительно, но я вижу, что где-то примерно, наверное, в 60% случаев, из того, что я видел, с чувством вины ребенка работы не проводилась. Хотя она в данном случае должна, на мой взгляд, быть вообще доминирующей, основной. А чувство вины это сохраняется, и потом это все приводит к очень печальным действиям. Я, получается, что таким галопом про, опять же, ЕГЭ, давайте просто на этом посмотрим. То есть здесь еще любой экзамен, я об этом хотел сказать, не ЕГЭ, а вот это вот, где тонко, там и рвется. Значит, если ребенок перенапрягается, не в самом ЕГЭ дело, вот сколько раз мне задавали этот вопрос, и не в самом каком-то экзамене, а в отношении к этому ребенку. Если ребенка мотивировать, что это все, это последний твой день вообще, если ты не сдашь ЕГЭ, все будет ужас и все умрут, то тогда, конечно, естественно, он так и воспринимает и идет как будто там на последний бой. И если вдруг, не дай бог чего, значит, рвется вот это вот. Поэтому еще раз, это не ЕГЭ, это наша, по большому счету, мотивация этого ребенка. Как и на любой экзамен. Кстати говоря, я посмотрел, специально залез и посмотрел, что действительно возрастает в некоторой степени вот это вот деструктивное поведение, в том числе суицидальное, приходится на май. Так оно и всегда приходилось, собственно говоря. И в советское время оно тоже точно так же себя и проявляло, по большому счету. Поэтому здесь, в общем-то... А вот почему ребенок считает, что это вообще последний шаг в его жизни, если он не пройдет, то ничего не получится. Здесь вам приведена официальная статистика за 2018 год. Я не знаю, видно ее или нет. Просто из каждого округа значит, это уровень суицидов. Взрослого населения это яркий столбик, а вот детский на 100 тысяч это не яркий. Все это на 100 тысяч. Посмотрите, Алтай, Бурятия, и вот посмотрите, вот там Дагестан и Ингушетия, в правой части. Вот мы с вами должны через некоторое время понять, почему такое соотношение серьезное, многократное. Я выбирал так просто, на всякий случай. Да, и вот еще очень важно, на мой взгляд, тоже, опять же, то, что я говорю всегда на семинарах. Когда начинают говорить, что виноват учитель во всех случаях и кошмарить учителя, я с этим вот прям категорически не согласен, и сейчас хочу вам объяснить почему. Потому что, как уже только что мы говорили, есть психически больные люди, в том числе подростки.
Никакой учитель, ну, насколько мне известно, не может выявлять психические заболевания и заниматься их лечением. Да? Это как бы вообще противоречит. И учитель, и даже психолог школьный, понимаете, не может лечить. То есть это все равно как просто взять человеку, фельдшеру, сказать, иди сделай нейрохирургическую операцию. Понимаете, но если человек в своем уме, то он этого, конечно, делать не будет. Поэтому здесь всегда же может оказаться там 20% каких-то вот больных, да, аффективные состояния. Знаете, никогда, по большому счету, невозможно предугадать даже часто про очень, так сказать, известных тебе людей, да, что у него в следующий момент произойдет. Эффект может, опять же, случиться. Тут сомнительно, чтобы профилактика какая-то системная могла привести, ну, к значительному уменьшению. Хотя, конечно, это мое личное мнение, да, но мне так кажется, если вы со мной не согласны, то давайте потом-то обсудим, или вот обсудим с доктором Банниковым. То есть это тоже не на учителя. Различные там нарушения активности, ну, вы видите все на слайде, это тоже, по большому счету, не такие уже сложные, серьезные нарушения, которые нужно иметь бы опыт работы с этими состояниями. Без опыта лучше вообще в такие вещи не садиться. Кроме того, у нас вот есть законы же, например, от 92 года, что даже и госпитализировать нельзя, собственно, ребенка нужно информированное согласие. В некоторых случаях, когда это там острое состояние и так далее. С 15 лет. Да, с 15 лет информированное согласие. Здесь я вообще, честно говоря, не совсем понимаю, как такое может быть, поскольку у них критики часто нету в большинстве своем. Откуда оно им может взяться, информированное согласие. Но здесь я просто видел несколько раз обвинения непосредственно родителей и педагогов в том, что вы там не смотрели, вы не сделали, а там был явный случай психического заболевания. Никто не мог госпитализировать, потому что не было такой возможности. Просто что? Госпитализируют. Нет. Михаил Игоревич, существует государственный механизм, он связан с судебными решениями. Единственное, что он с точки зрения оперативности реагирования не такой гибкий, но на самом деле он существует. Вопрос в том, кто больше владеет этой информацией. Вот наша-то с вами задача сегодня вебинара как раз в хорошем смысле обеспечить наших коллег знаниями, пониманием того, как эта работа должна проводиться на местах. А задача вот такого общего подхода, это как раз нужно с чего-то начать, да, с нашими коллегами. Они вот это хотят от вас в первую очередь сейчас услышать. Ну, я думаю, что здесь я просто сейчас в оправдании, потому что нужно сказать, педагог говорю, я думаю, что Геннадий Сергеевич лучше скажет, как надо госпитализировать. Мы точно понимаем, да, что педагог не один в этой ситуации, точно не один педагог-психолог. Я просто говорю, что в некоторых случаях, это не во всех, да, но вот из-за этой конфликтности, конфликта уже между медицинской службой, да, ну, не возьмем, и все, и сообществом там, педагогов и родителей, получаются такие проблемы. И вот это большая, на самом деле, серьезная проблема. Ну и, конечно, учитель, там, педагог, он работает с уже сформированным, по большому счету, ребенком. То есть у него уже формировалось. Если ребенок там, не преодолевает какую-то трудность, а наоборот избегает, ну понятно совершенно, что как-то это может сработать не в ту сторону. Но не учитель, по большому счету, его там рожал и воспитывал, и все это делал. То есть я все к некоторому оправданию, потому что есть такая тенденция, что во всем виноват последний, понимаете, то есть крайнего найти, на него пальцем показать и сказать, что он виноват. Это приводит к ужасным совершенно вещам, не просто к выгоранию там, некоторых учителей, педагогов, директоров школ, а я таких случаев знаю достаточно много. Это приводит иногда и к суицидальным мыслям самих педагогов. То есть это, конечно, ужасно. А протесты и различные все скажет доктор, но я вот, например, считаю тоже, что вот прям 100% тестов никаких диагностики быть не может, просто потому что
современные медицинские технологии не позволяют выявлять 100% болезней даже при всех там скопиях, компьютерных томографиях, МРТ и так далее, и так далее. И мечта о том, чтобы выявить вот прям 100% суицидентов до совершения суицида, я думаю, что в принципе, наверное, невозможно. Тоже. Но, кстати, ну вот хотел тоже с коллегами поделиться, не знаю, может быть, это будет полезно, что, на мой взгляд, и со мной делились некоторые специалисты, гораздо удобнее работать с информацией от непосредственно учеников в классе, чем заниматься вот этим тестированием. Если правильно распоряжаться этой информацией, если правильно объяснить детям, что это не какое-нибудь там стукачество, как они это некоторые воспринимают, а что, ну, например, если у соседа что-то горит, да, ты его там разбудил, объяснил, и это спас на самом деле, это не, там, не настучало, если ты позвонил в это время в пожарную охрану. И здесь же то же самое получается. Это не стукачество, ты можешь действительно спасти человека. Но опять же, с этой информацией надо уметь работать, и этому, наверное, следует серьезно учить. И вот, на мой взгляд, это гораздо эффективнее, чем то, что сейчас происходит с бесконечным тестированием. Иногда абсолютно невалидными тестами, взятыми откуда-то с интернета. Я даже совершенно не понимаю, как это вообще получается. Ну и вот своими поделюсь своими впечатлениями, опять же, от суицидентов, позволю себе некоторые характеристики рассказать. И вот, соответственно, на ваше мнение, это мое впечатление и моих коллег. Ну вот, например, чаще всего, на мой взгляд, даже более чем 90% случаев, суицидент эгоист, у него эгоцентричное такое восприятие на себе, инфантилен. Вот вы вспоминаете, если вам суициденты попадали в жизни, вот, пожалуйста, вспоминайте и, так сказать, примеривайте. Инфантилен, безответственный, с высоким уровнем притязаний, но при этом фрустрированный. Вот на слайде видите девочку такую с короной на голове. Вот, ну, если образно говоря, да, это очень часто вот такие значит, дети, да и взрослые, собственно, суициденты. Вот с такой вот на голове короной. Еще раз говорю, примеривайте прямо себе. Они, естественно, откуда вообще, на мой взгляд, это берется? Опять же, на мой взгляд. Это берется из-за педоцентризма, который сейчас процветает в активнейшей форме. Что это значит? Все вокруг детей. Все вокруг них, он рождается, и мир начинает вращаться вокруг него. И вроде бы это, ну, как бы правильно, справедливо. Я вот недавно на съезде уполномоченного по правам ребенка тоже пошутил над тем, говорю, вот все вы уполномочены по правам ребенка, а где уполномочены по обязанностям ребенка? Знаете? Потому что птица с одним крылом не летит, должны быть обязанности, это формирует личность. Если раньше, там, лет 200 назад рождался ребенок, он был самым, ну, последним в иерархии, первым был отец, вторая была мать, потом старший брат и так далее, а он был самым последним. И по мере того, как он брал на себя социальные какие-то обязанности, какие-то у него появлялись навыки, сначала он, может быть, выносил цыплят, потом он, может быть, там, не знаю, носил папе на поле еду, потом, может быть, пас там в ночном каких-нибудь лошадей. По мере того, как он был полезен семье, он продвигался в этой иерархии, и он уже дальше руководил младшими и отвечал, кстати, за них. Вот, то есть власть, она давалась сразу с ответственностью. И вот как бы вот так вот ребенок продвигался, и апофеозом было то, что он создавал свою семью, где получал полноту власти и полноту ответственности. И он понимал, что власти без ответственности не бывает. Сейчас получается ситуация, что он уже по центру, а отец часто, мать на периферии находится. Поэтому, в общем-то, как бы такого стимула-то ему расти по большому счету часто и нету. И когда вокруг тебя все носятся, говорят, что у тебя, что ты лучший короны, я же не говорю, что этого не надо делать. Естественно, надо ребенку
и самоутверждаться, все, но все должно быть адекватно. Он должен понимать вот какую-то иерархию. Если он вне этой иерархии попадает, тогда вдруг там, например, вот он вырос, если вырос, попадает в некую взрослую жизнь со взрослыми задачами, и тут понимает, что а как же я? А почему за меня никто не решает там какие-то проблемы? Самого не научили решать. То есть тоже как бы большая проблема. Ведь основа жизни, на мой взгляд, опять же, да, ну не только на мой взгляд, это жертвенность, то есть это умение отдавать, это умение делиться, это умение созидать что-то, а это всегда связано все с тем, что ты отдаешь. Да? Вот, чтобы было здоровье, надо кстати, много заниматься спортом, то есть отдавать что-то, да? Чтобы не знаю, много знать, надо опять же много времени отдать, надо потрудиться. То есть все связано с определенной степенью отдачи, а не только. А некоторые сейчас, и в том числе вот умеют брать, научили отдавать. И, к сожалению, часто это приводит к печальным последствиям. Вот просто слайд интересный, да, то есть дети имеют потребность, кроме того, что они естественно имеют потребности, которые мы все знаем, еще и в служении, в обществе, какие-то общих целях, в добре, да, как транслируем обществе ценности, в правильной иерархии, в смыслах. Вот это все очень важный момент. И ну вот кто-то хотел, чтобы я еще раз, ну он будет здесь дальше появляться, просто можете посмотреть. А вот портрет суицидента, он далее будет такой, значит, туннельное, часто, очень часто, туннельное, такое ригидное мышление, некритичность в себе, то есть своих недостатков человек не видит, или гиперболизирует, что опять же примерно то же самое. Зависимость у него есть, или там по-другому можно назвать это страстями. То есть совпало. Все, отлично, хорошо. Значит, некритичность к себе, опять всех рад видеть, все исчезло, все пропало. Не все пропало. Не надо так, а то прямо какие-то мысли у вас. Значит, достаточное количество свободного времени, еще раз хочу сказать, вот у многих очень суицидентов я наблюдаю. Есть время валять дурака. Опять же, не о всех. Не о всех в данном случае. И доминирует потребительская философия. То есть я должен это получить. Ну, что-то получить, да. Чувства, неважно, это не обязательно какие-то деньги. Это может быть чувства, материальные какие-то ресурсы, может быть власть. И вот фрустрация, когда этого не получаешь, человек, она бывает такой силы, что может привести вот к этим вот суицидальным серьезным попыткам. И вот, например, на следующем слайде вот это все, наверное, разрушает человека. Да? Я думаю, что вы знаете тоже такие примеры, чтобы не было. Это грехи, которые одинаковые, собственно, что в исламе, что в христианстве, что в других религиях.
это, по сути, вот эти страсти, с которыми человеку очень тяжело справляться лично. Вот захватывает такой сорняк, и дальше все продолжается. Значит, о потребительстве. Вот вы, наверное, замечаете, сколько сейчас в школах, в некоторых, я думаю, у нас сегодня широкая география, да, но во многих, да, вся страна, но во многих регионах это, конечно, не так все выглядит. Кроссовки, телефоны, там, машины, то есть вот поэтому оценивается, по сути, твой статус. Да? То есть такие учебные учреждения, есть такие, по сути, дети, которые по этим понятиям. Ну вот потребительство каких-то там материальных ценностей, впечатлений, ощущений, удовольствия. Вот если это все есть, все у меня хорошо. Но это же наркомания. Удовлетворение все равно человек от этого всего не может получать. Вот такой вам слайд. Например, вот давайте я тогда об этом расскажу. Очень интересный был эксперимент, вот эта Вселенная 25. Крысиный рай. Вы сами посмотрите в интернете. Вот создали человеку любые условия, прям самые, то есть крысам, самые хорошие вообще, самые. И в итоге это закончилось, по сути, вырождением этой популяции в этом ограниченном пространстве, потому что когда все хорошо и ничего не надо преодолевать, или тебя этому не учили преодолению, то, в общем-то, все начинает деградировать. И потребительство – это отсутствие, по большому счету, настоящих ценностей. Я очень часто вижу именно детей-суицидентов, потребителей, которые не способны ни к созиданию, ни к жертвенности, ни к чему. Потребительство, по большому счету, усиливает инфантилизм, безответственность, лень и пассивность, и дальше идет усиление потребительства. Я думаю, как бы понятно, как это все происходит. Пожалуйста, вы пишите, если что-то непонятно. Ладно, я тут читаю, потому что для меня это очень важно, чтобы вам было действительно, так сказать, понятно. А вот прекрасные слова Хемингуэя, которые вы, наверное, знаете, что очень финал был его, скажем так, не очень хорошим, но он знал, о чем он пишет. И, на мой взгляд, это просто замечательные совершенно слова, которые можно было бы, да, которые можно было бы цитировать, в том числе детям. То есть невозможно удовлетвориться чем-то никогда. И всегда тогда у этого человека будет фрустрация. Дальше, отсутствует иерархия смыслов, об этом говорим, да, смысл жизни. Послушайте, ну, конечно, у суицидента отсутствует смысл жизни. А если ценность жизни он не понимает, ему никто ценности жизни не объяснял, то откуда, ну, понятно, что он в этом всегда будет нуждаться. Отсутствуют традиционные ценности в мировоззрении. Вот та статистика, которую я вам приводил, вот на столбиках, да, Ингушетия, посмотрите, там, в несколько десятков раз суицидов меньше. Вообще в любом традиционном обществе суицидов будет меньше. А среди по-настоящему верующих там, православных суицидов будет просто единицы, скорее всего, это психически больные люди. Потому что если ты по-настоящему, здесь слово по-настоящему подчеркивается, если ты там по-настоящему православным, по-настоящему мусульманин, для тебя душа важнее всего остального. И ты ради этого живешь. Поэтому бросить свою там, душу, убить себя, это значит, в принципе, все обнулить. И здесь вот проводилось исследование среди старообрядцев, да, там 0 суицидов. Среди старообрядцев суицида 0 в нашей стране.
я практически у каждого вижу именно атеистические представления. И это должно, на самом деле, на мой взгляд, настораживать, если человек говорит о суициде или имеет атеистические представления. Здесь вопрос в том, какие ценности ты ему транслирует, откуда же их взять. Вот вы видите на этом слайде картинку, как индейцы продавали за бусы, золото меняли на бусы. Да? И это очень трагичное, на мой взгляд, событие в истории. А почему индейцы это делали? Потому что они не знали ценности золота. Золота у них было много, а вот стекла вот такого у них не было. И то же самое же происходит сейчас. Если ты действительно не знаешь ценности там, собственной души, ты ее можешь променять на что угодно и куда хочешь. Поэтому, когда я слышу, что лучше бы в школу не пускать традиционные конфессии, я думаю, а что можно тогда, о каких ценностях говорить, о какой структуре, о каком мировоззрении говорить. И тут часто очень возникает, вот знаете, есть операционная система, да, у каждого в компьютере. Вот операционная система, наверное, главная программа, которая позволяет правильно приложением работать. Если главная эта программа неправильная, глючная, то и приложение будет работать глючно. Так вот, у нас, как я понимаю, является мировоззрение. Главное, это такой вот операционной системы. Человек не делает то, что противоречит его мировоззрению. Это, в принципе, так себе вот в эту игру, наверное, все играли, собирали в различном, так сказать, порядке. И вот в этой игре важно-то что? Основание и стержень. Вот если есть основание, вот этот социокультурный фундамент, и есть вот этот нравственный стержень, то, в принципе, на них можно как угодно и что угодно нанизывать, можно даже не в том порядке, можно потом пересобрать, но все-таки эту пирамидку правильно сложить. А если фундамента нету, если этого стержня нравственного нет, тогда, к сожалению, я вижу, в принципе, от любого деструктивного поведения человека практически невозможно каким-то образом спасти. Если у него особенно перевернуто понятие там добра и зла, сейчас это часто бывает, и нету там идей, нет смыслов, нет ценностей понятий. И когда мы ему говорим про ценность жизни, все это на самом деле далеко не всегда работает. Можно придержать, но если мировоззрение все равно искажено, если у человека убийство это как бы нормально, там, в том числе и себя, а остальное ненормально, что мы можем в этом случае сделать? Вот следующий слайд как бы вопрошает, а суицид это плохо? Вот я много раз это слышал от самих суицидентов. А вот что вы до нас, кстати, что вы хотите от меня? Я вам плохого не делаю, я же себя убиваю, понимаете? Я себя убиваю, вас не убиваю, никого не убиваю. Все, я жить не хочу. Это моя жизнь, что хочу, то и делаю. Я думаю, что каждый из нас, наверное, здесь, кто суицидентно работал, слышал многократно. И очень часто, когда задается этот вопрос, например, в школе, школьному психолог не знает, как на него ответить-то даже. Действительно, вроде логично, жизнь твоя, и что скажешь. Психолог теряется, а тот же суицидент или манипулятор, да, который на эту тему говорит, они это очень четко все чувствуют. И вот как только ты потерялся немножечко, и у тебя не нашлось аргумента, они тут же начинают атаку дальнейшую. И вот здесь уже может быть плохо, в том числе самому психологу, когда им начнут манипулировать. А действительно, а почему суицид это плохо?
В Древнем Риме это было очень даже нормальное, обычное дело. Пожил, дай пожить другому. Никто никакой профилактики там не делал и не собирался, и даже в голову никому, наверное, это не приходило. В одном случае это осуждалось, если это совершал воин. Ну, таким образом он наносил ущерб армии, империи, вот, поэтому это осуждалось. А убийство почему плохо? Ну, действительно, ну, если человек там, убил кого-то, до конца жизни может жить хорошо, что в этом плохого-то? Ну, естественно, отбор и так далее. То есть можно так подумать? Можно так подумать. И я вас уверяю, вот, как член общественного совета вам, в СИН России, скажу, что я бываю в тех же самых колониях, разговаривая, я видел людей, которые говорят, я ничего плохого не совершил. Ну, убил, ну и что? Ну, все убивают, ну и что тут такого? То есть такое есть. Но мы же это не можем считать нормально. Так вот, почему, какой аргумент у этого всего может быть, против этого точнее, что в Рим когда-то пришло христианство, понимаете, появилась заповедь, там, не убий. Она относится и к себе, не убей себя, не убей другого человека, не убей там, не знаю, ребенка, не совершай аборт. Это все одна и та же, собственно говоря, заповедь. И основу права вообще римского – это религиозная система. Почему нельзя убивать, почему нельзя красть, почему нельзя там делать какие-то другие вещи. Почему нельзя изменять, кстати говоря? Потому что это не блуди. Хотя это уголовно никак не преследуется, да? Ну, у нас, во всяком случае, в стране. Что? Не преследуется? У нас в стране. Доктор, не знаю, если у вас такое. Вот. Я не слышал, чтобы были преследования по поводу этого, но мы же понимаем, что это безнравственно. Вот если здесь уже у ребенка заложена правильная программа, что это безнравственно, блуд, это плохо, там, и так далее, тогда, в принципе, возможно будет создать, наверное, при определенных условиях нормальную семью, то, чего мы все желаем. А если будет потребительская философия, то есть я что хочу, то и делаю, я хочу там, с кем угодно, я ничего не несу, ничего давать не собираюсь. А брак для меня, это чтобы меня вот мама воспитывала вокруг меня, там, не знаю, вот этот педоцентризм во мне взращивала. А теперь пусть жена вокруг меня вращается точно так же. Это же и жена такая же будет говорить, что муж мне все давал, а ты сама как бы ничего не нужна. Вот отсутствие этой жертвенности приводит, конечно, к катастрофам, к семейным проблемам, в том числе, кстати, среди ваших учеников уже старших классов, да, то есть, которые, не понимая, как выстраивать семья, ну, там, не знаю, отношения выстраиваются на жертвенности, пытаются каким-то образом выстроить отношения на собственном эгоизме, которые заканчиваются плохо. А все религии, они об одном. Иудаизм, православие, буддизм. В этом. То есть по-разному богослужения осуществляются, но добро называется добром, зло злом. И для нашей конфессиональной страны это, конечно, было бы очень важно. Но обычно просто мне возражают, что при коммунистах были нравственные отношения, религии не было, но на самом деле как бы они тоже носили характер религиозный, и вот воспитать нового человека удалось, но если посмотреть моральный кодекс строителей коммунизма, там вот эти вот религиозные как раз понятия есть, там полностью. Человек один за всех и все за одну, то есть так, какие-то компиляции, но тем не менее, в целом это была достаточно серьезная нравственная такая основа, которую воспитывали. И более того, все-таки социокультурно очень часто понятия о добре и зле передаются. То есть бабушки были верующие, потом там неверующие уже там, отец, и вот он передавал это своему сыну, пусть он тоже был неверующий. А сейчас все, вот этот социокультурный
Социокультурная инерция закончилась в 90-е годы, поэтому мы видим, что в основе-то очень мало. Религия, она определяет ценности и смыслы. Ценности и смыслы определяют критерии, нравственные нормы, потом это поведение культуры, видите все, да, история, традиции. То есть очень, на мой взгляд, важный компонент. И одновременно с этим, например, идет разрушение сейчас вот этих социокультурных категорий, вот этих пониманий добра и зла. Это просто навскидку, там, просто игры соответствующие, да, где добро это плохо, зло это хорошо. Понимаете, там фильмы, которые транслируют совершенно далекие от традиционных представлений, ну, как вот этот, например, фильм «Открытие», да, не буду уж его рекламировать, но это о том, что доктор выяснил, что жизнь после смерти существует, и все стали массово совершать суицид, чтобы побыстрее там оказаться. Это фильм тоже смотрят дети. Формируется определенное мировоззрение. То есть не уйти на тот свет, когда ты полностью исполнил то, что тебе дано было в этой жизни, там, сформировал и воспитал свою душу, и вот тогда ты уже перешел. А так вот просто там раз, выяснили, что там что-то есть, и сразу пошли. Различные другие формы. Сейчас масса всего присутствует того, что разрушает. Разрушает традиционные представления. Ну, например, так вот мило, там, праздник Хэллоуин. Да? Вроде как забавно, но что под самим праздником находится? Ну, я знаю, что Министерство образования запретило неизвестно празднование праздников, да? Я прав? Но во многих регионах мне говорят, у нас запрет жесткий на это все. Игры соответствующие. Вот представляете, куклы какие прекрасные. Вот фотография с одного парада нечистой силы, зомби-парада в одном из российских городов. Вот когда человек берет на себя роль зла и считает, что это хорошо, это положительная роль, ну, неудивительно, что потом это все выходит в какие-то формы совсем нехорошие. Конечно, есть влияние современной массовой культуры, но опять же, вот если нормальный человек, у которого есть определенные нравственные понятия, вот предложи ему сделать какое-то непотребство или посмотреть какое-то непотребство, да, ну, например, там, нравственному человеку, адекватному, женатому, предложи посмотреть порнографию. Он ее смотреть не будет, если он не специалист. Просто некомпетентный, как бы, зачем? Понятно, что как бы, нехорошо. Если есть у него понимание, что это хорошо, это уже вот другой совершенно расклад. Но влияние вот этих, все что-то показывают, вы говорите хоть, что, надо как-то по-другому сесть? Хорошо. Влияние колоссально на самом деле современной массовой культуры. И если у ребенка нету вот этого иммунитета, что фу, вот это я не буду, это для меня недопустимо, я не хочу, то о чем говорить-то? Мы не сможем воспитать. Вот какого-то нет каких-то факторов, на мой взгляд, которые позволят, например, не вступать в некие группы деструктивные. Если человек сам внутренне не понимает, пусть и маленький, что это для него недопустимо и это для него неприемлемо. Я надеюсь, я понятно объясняю. Кто-то тут очень интересная цитата Аксакова. Прогресс, отрицающий Бога, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием.
свобода деспотизмом и рабством. Совлекший в себя образ Божий, человек неминуемо совлечет в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Значит, вот, к сожалению, этот звериный образ мы имеем возможность наблюдать очень часто. Я думаю, что если провести исследования, и частично я только имел доступ к материалам по всем этим Колумбайнам, и вообще, в принципе, и по суицидам, и по некоторым другим деструктивным историям, и во всех случаях оказывается, что дети-то очень далеки от любой традиционной религии. Это, конечно, характерно. И все это объясняет вот эту картинку. Все это объясняет картинку, как традиционное мышление не допускает суицидального, в частности, поведения. Значит, вопрос интересный задают, почему же в России допускают эти праздники, показывают мультфильмы там далеко от нравственных, понимаете? Мы здесь не можем обсуждать, наверное, такие вещи, да. Я думаю, что мы сделаем отдельный, может быть, вебинар, куда там пригласим других немножко специалистов, возможно, законодателей, вот, которые смогут это нам объяснить. Но наша активная гражданская позиция, я думаю, очень во многом может способствовать тому, что этого всего не будет. Значит, я собирался 4 часа, да, я вас говорю. Но в самый последний момент, как всегда, значит, все сокращается до буквально там 1,5 практически часов. Я собирался действительно мастер-класс сделать, то есть как говорить с детьми о том или ином способе самоубийства. То есть, еще раз, не то, чтобы войти в класс и сказать: дети, давайте обсудим разные способы самоубийства, просто любой человек, который решается на самоубийство, если вы об этом узнаете, он, естественно, думает о каком-то способе. Но он его рассматривает как технический какой-то, как некое техническое мероприятие. А у любого способа есть еще масса последствий, начиная от эстетических, физических и различных других. И вот об этом надо, в зависимости от того, о каком способе самоубийства говоришь, чтобы деромантизировать само самоубийство, надо говорить подробно. Я, наверное, это опущу. Это, может быть, действительно надо отдельно какую-то вот на эту тему сделать мастер-класс. Здесь собрано все. Здесь есть знания судебной медицины, психологии и опыта, в общем-то, как говорить о последствиях. И даже были результаты реальные подобные работы. Один из наших общих с Геннадием Сергеевичем друзей, будучи студентом, написал дипломную работу под руководством профессора Любова, который как раз описал, сколько людей отказывается от исполнения суицида, когда ему понятным образом рассказывают о последствиях. То есть деромантизация, деэстетизация и все остальное. Так вот, оказалось около 80%. Это единственная работа неизвестная. На мой взгляд, это очень хорошо. 80% это действительно очень много. Но об этом надо рассказывать очень подробно. Вы напишите тогда, если вам нужен мастер-класс. А вот, кстати говоря, сама дипломная работа, я ее быстренько покажу, наверное, и пролистнем дальше. Результат. Потом отдельно еще мастер-класс можно было провести как раз о смысле жизни. Вот, опять же, там 200 лет назад, 300 лет назад не было ни одного психолога, ни психиатра, ни антидепрессанта, ничего. Но смысл жизни, в общем-то, был понятен. И традиционный смысл жизни были понятны и там в России, и на Кавказе, и
и где угодно. И суицидов, конечно, тогда было многократно меньше, а уж не говоря о детских. Теперь я бы хотел вам немножечко рассказать об алгоритме действий психологов. Да? Опять же, как я это вижу. Возможно, что Геннадий Сергеевич, у него будет там в чем-то другой взгляд, но я просто очень много раз видел эту ситуацию, и хотелось бы акцент сделать на следующем. На мой взгляд, первое, что нужно делать, если вдруг произошли какие-то такие печальные истории, это остановить проникновение и вообще полную информацию для средств массовой информации от самих учеников, от учителей, от тех, кто работает в образовательном учреждении. Пусть эту информацию дают пресс-служба министерства, департамента, Следственного комитета и так далее. То есть это люди, которые умеют давать информацию, ну или чаще всего умеют, и они понимают, как она может расходиться. К сожалению, когда просто нагло совершенно берут журналисты у детей какие-то комментарии по поводу смерти от суицида их одноклассника. Естественно, дети, они же глубоко в этом не копают. Они виновного могут назвать сразу. Да и, собственно говоря, сами средства массовой информации могут назвать быстренько виновного человека. А для чего тогда следствие нужно, правда, непонятно, но нужен же хайп в большинстве случаев, а не какие-то действительно серьезные исследования. И вот, когда журналисты вбрасывают это в информационное пространство, дальше люди начинают, естественно, это принимать в какой-то степени. Тут же назначается виновный, еще неизвестно, виновный он или нет. Например, если учительница поставила двойку, а ребенок пошел и что-то с ним случилось, никто не будет думать потом, что у ребенка была депрессия. Или были еще какие-то внешние факторы, совокупность каких-то факторов. Сразу обвинят учительницу. И даже, в общем-то, логически никто, может, даже и не подумает, что она этих двоек ставит в день там, по сотне, и что не сама двойка к этому приводит. Я знаю вообще очень ужасные случаи, когда в одном из регионов произошло в одной школе 2 суицида подряд. И директор школы просто сейчас в стационаре и уже давно, и уже психиатрические серьезные заболевания учат. Вот, начинается такая, знаете, травля. И благодаря чаще всего вот подобным вбросам СМИ начинается. Кроме того, это же еще и распространяет суицидальное поведение. Эффект юного Вертера известен, когда широко освещает суицидальное поведение. Люди, которые находятся в некой группе риска, могут также принимать близко к сердцу и подобным же образом выступать. Значит, по подготовке информации надо очень четко делать штаб, в том числе с пресс-службой, департамента. И, конечно, информировать тех же самых учеников и говорить им о манипуляциях, о том, что СМИ могут манипулировать. И, в общем-то, даже просто запрещать даже давать какие-то сведения и подробности, чтобы это не навредило, опять же, самим же ученикам, родителям, тем людям, которые пострадали из-за этого. То есть родитель тоже в группе риска. И очень много зависит от того, что говорят вокруг, там, соседи или в этом населенном пункте какие-то другие люди. То есть это просто ставит иногда людей на грань выживания. Я очень сомневаюсь в корректности и вообще в целесообразности, а я тоже часто это вижу, когда вдруг начинают тесты и опросники в классе, где кто-то совершил суицид, пытаться понять, кто в группе риска. Я
очень плохо представляю себе, как это может эффективно сработать в этом классе. На мой взгляд, в классе в этом надо, чтобы специалисты, учителя, психологи шли на похороны в первую очередь. И на похоронах очень хорошо обычно видно, на самом деле, кто скорбит по-настоящему, кому, в общем-то, нет дела, хотя это может говорить об этапе горя, да, что это еще этап отрицания. Были такие случаи, когда, например, девочка пришла с похорон своего одноклассника, который покончил жизнь самоубийством, и говорит, это был не он. Как же не он? А кто же это был? Это был не он, а кого же хоронили? Ну, его. То есть, и вроде можно было бы подумать, что девочка не в себе, но это просто отрицание. Она не может взять эту информацию, сказать, полностью свое осознание на этот этап. И вот на похоронах очень часто видно, у кого чувство вины. Вот на это надо обращать максимальное внимание, потому что чувство вины в данном случае может просто человека разрушить. Если там, мальчик шел с девочкой, он пошел домой, она пошла на крышу, и что-то там произошло, что она покончила жизнь суицидом. Мальчику, в том числе иногда там, родители или одноклассники могут сказать, ну что же ты с ней не пошел, вот если бы ты с ней пошел, она бы еще была бы с нами, она бы была бы жива. Мальчику разбираться в себе, иррационально это чувство вины или оно на чем-то основано, практически невозможно, особенно в таких кризисных условиях. А вот здесь долг психолога, в принципе, вот эти иррациональные чувства вины снимать. Каким образом? Ну, например, если вот, мы рассматриваем случай, о котором я сейчас говорю, а ты знал, что она пойдет на крышу? Нет, не знал. А она тебе говорила о том, что она покончит жизнь с самоубийством, даже так лучше. Нет, не говорила. Тогда как ты можешь за это отвечать? Ты сколько раз с ней вообще домой ходил? Там, ну, не знаю, 100 раз в году. И каждый раз ты с ней расставался, и каждый раз ничего не случалось, так? Почему-то в этот раз ты должен был подумать, что что-то может случиться. И вот когда человек начинает рассуждать рационально об этом, тогда получается возможность, во всяком случае, снять вот это иррациональное чувство вины. Как вот на взрослых, вам просто примером скажу, приходит вот женщина, всегда этот пример привожу, и говорит, я убила мужа. Каким образом? Вот я его на дачу отправил, он не хотел ехать, не доехал до дачи, и попал, ну, произошло дорожно-транспортное происшествие, и все. И он погиб. Я виноват в этом. Он не хотел ехать, я его выгнал. И вроде бы здесь причинно-следственная связь присутствует, как и в первом случае. Да? Если бы не отправила, то он бы не погиб. Но вот когда ей задаешь вопрос, слушайте, а если бы вам вот ангел накануне пришел, явился бы и сказал, вот завтра ты его отправишь, и он попадет в аварию, вы бы его отправили? Говорит, ни за что бы на свете, мы с ним жили так хорошо. Все. Это значит, получается, что вина-то не в том у вас, что вы его там на смерть толкнули, а что вы будущего не знали, так? Так. А кто из нас может знать будущее? Кто вы, чтобы знать будущее? То есть, и вот тогда получается, что можно обсуждать только действительно ту вину, которая есть. Никто не знает будущего. Даже если бы эта девочка сказала, я пойду сейчас и покончу жизнь суицидом. Но, в принципе, мальчик же вполне мог и не придать этому достаточного значения. Он просто не знал, чем это может обернуться. Он был в этом не уверен. Такое тоже часто бывает. И вот здесь надо с этим очень серьезно работать, потому что чувство вины в данном случае действительно может разрушить, может невротизироваться со временем. Кстати, бывают иногда такие вот очень упорные люди, которые говорят, нет, все равно я был виноват. Я для них специально придумал очень такую интересную
алгоритм, я для них пишу формулу. Я говорю, хорошо, я признаю, что вы виноваты, только вот, пожалуйста, вот такая формула. 5 плюс x равняется y. Говорю, будьте любезны, поставьте точное значение на x и y. Естественно, те, кто знаком с математикой, все говорят, невозможно бесчисленное множество. Это невозможно проставить точно. Я говорю, хорошо, а теперь так, 5 плюс x равняется 20. Теперь y. Ну теперь понятно, теперь 15. Я говорю, что вы сразу не сказали 15? Ну так там было бесчисленное множество, мы не знали же итог цифр, слишком много неизвестных. Так и в жизни так. В жизни тоже так же много неизвестных. И когда уже ответ есть, тут же сразу вроде как видна твоя ошибка. Но это не твоя ошибка, ты не мог ее знать до того, как что-то случилось. И вот в этом направлении, конечно, надо очень активно работать с детьми. Но это я уже, наверное, повторяюсь. Траурные мероприятия. Опять же, получать информацию внутри коллектива. То есть, кто чего говорит. Кто говорит о вине, кто говорит о чем, кто кого обвиняет. Кто собирается какие-то действия нехорошие проводить. Вы знаете, наверное, что когда люди умирают, нередко бывает вот это вот «уйду за ним». Тоже есть определенные технологии для работы с подобной ситуацией. Но надо же сначала понять, кто там собрался, за кем уходить. А это невозможно, опять же, выявить с помощью тестов так вот, в большинстве случаев. Но можно информацию, люди между собой общаются. Поминки. Это вообще отдельная и, на мой взгляд, очень острая история. Расскажу реальную историю, просто чтобы было понятно, о чем я сейчас хочу сказать. Очень известный лицей. Девочка, вот именно такая, с короной на голове, совершила суицид. Ни с кем она до этого не общалась. Год она там проучилась, всех считала за какой-то низший сорт. Друзей не было, особо каких-то близких отношений ни с кем не было. Итог был вот в виде вот этого суицида. Устраиваются поминки в столовой, значит, школы, где всем ученикам предлагается рассказать, какая она была хорошая, какая она была чудесная девочка, и как мы все жалеем о том, что ее теперь с нами нет. Значит, и ученики начинают выдумывать, почему они ее любили, рассказывать какие-то странные истории, которых не было. И вот один из этих учеников встал и говорит: слушайте, зачем вы все врете? Никто из вас ее не любил, потому что любить ее было не за что. После чего он был удален заучем за срыв, соответственно, мероприятия. Кроме как романтизации суицидального поведения, вот в данном случае, назвать, наверное, никак. Если бы отделили бы поступок девочки от самой девочки, и вот так, наверное, надо делать, сказать, что ее поступок отвратителен, он ужасен вообще, никто не должен его повторять. Это совершенная дикость, когда вот все, что мы сейчас с вами переживаем, вот ту трагедию, которую мы с вами сейчас на себе тоже несем, это следствие ее поступка, вот этого эгоизма, необдуманного шага, который мы не можем принять никак. Да, она, наверное, была разной. Да, она делала там хорошие поступки, плохие, но вот в принципе она вот этим шагом ужасным зачеркнула даже то, что она могла хорошего сделать в будущем, потому что ее теперь нет. Вот если такая стратегия, то это еще понятно. А когда начинается восхваление суицидента, то надо же подумать, а тот, кто думает тоже о суициде, рядом сидящий, он как это воспринимает. Еще один пример, тоже из одного региона, реальный пример. Пышные похороны суицидентки.
девочку хоронили в фате, там вся красота, и очень большая была похоронная процессия. И одна девочка, другая, смотрела на это из своей квартиры, наблюдала. Ей захотелось тоже так же, чтобы так же внимание на нее обращали. Да, это ненормально, наверное. Но она совершила суицид, оставив записку. Вот так было в одном вот конкретном взятом эпизоде, который, кстати говоря, на нашем вебинаре присутствует. То есть, смотрите, вот эта красота, вот эта романтизация, она могла кого-то к этому подтолкнуть. Поэтому никакой романтизации быть не должно. И самое главное, что все должно называться своими именами. Зло должно называться злом. Суицид – это зло, это никакое не добро. Коллеги, понятно, я объясняю эту тему? Вы уж пишите там что-нибудь. Чувство вины, кстати говоря, среди всех групп присутствует. Потому что очень часто обращают внимание только, например, на учителей, только на учеников, а есть же и среди учителей это же чувство вины. Есть и среди родственников, и братьев, и сестер, И психолог, на мой взгляд, должен работать со всеми этими группами обязательно, потому что неизвестно, кто кого и как индуцирует. И для этого, кстати, думаю, что психолог должен сажать, я так делал, сажать всех в круг и просто откровенно разговаривать, чтобы каждый высказывал свою мысль. Тот, кто находится в каком-то пограничном состоянии, или тот, кто... С ним надо отдельно дальше говорить. А тот, кто начинает восхвалять сам поступок, например, суицидента, да, вот тот человек-то и находится тоже в группе риска, значит, он считает, что это допустимо. Спецсостав тоже нельзя сбрасывать со счетов. Тоже крайне тяжело все это переживается учителями и другими. И на самом деле, почему-то на педсостав меньше всего вообще внимания уделяется. Кажется, что сами как-то должны это пережить. Слушайте, горе очень трудно пережить самому. И в принципе на горе нужен минимум год, если человек был тебе близок. А качество жизни вообще тех людей, которые находились вокруг этого суицидента вот в течение этого года, будет каково? Какова будет и успеваемость, и возможность преподавания, если это учитель. А про родственников я уж вообще молчу. Пережить суицид – это, наверное, самое тяжелое, что может быть близкого. Это вообще другой вид горя. Я очень много работаю с горюющими людьми. И вот я вам хочу, наверное, сказать, почему смерть от суицида, она гораздо тяжелее переживается, чем любая другая смерть. Вроде бы действительно, ну что здесь такого? Ну, умер. Какая разница, от болезни или от суицида? У нас есть сайт Memoriam.ru, я сейчас чуть попозже расскажу. Приходит несколько тысяч человек горюющих, да, ежедневно. Там есть форум. И отдельно у нас раздел там для тех, кто переживает суицид. Я вот смотрел каждый раз, удивлялся, почему там так переживается как-то по-другому. Но теперь я знаю этот ответ, потому что каждый человек, который переживает суицид, он, с одной стороны, должен жалеть суицидента, а с другой стороны, он понимает, что суицидент по отношению к нему поступил не очень хорошо. То есть, в определенной степени это предательство. Да? То есть, мог бы жить, ведь там для него делалось многое, и старались делать, а он вот взял и таким вот образом ушел. И вот здесь сталкивается, с одной стороны, надо жалеть, а с другой стороны,
агрессия на самого же суицидента. Примерно такая же история, и тоже я это много раз наблюдал, происходит, когда женщина, например, на похоронах мужа, узнает о том, что у него была параллельная семья. То есть вот похороны, и вдруг она узнает, что он несколько лет уже жил там с другой женщиной, а ее обманывал. И вот здесь то же самое происходит. Она, с одной стороны, должна его жалеть, потому что он умер, а с другой стороны, у нее агрессия, но никак же с ним теперь не разберешься, потому что он умер. И вот, вот эта амбивалентность, она просто какой-то взрыв внутри такой приводит к такому взрыву колоссальному. И вот если вы заметите, то родственники суицидентов очень часто, я думаю, что больше, чем в половине случаев, начинают их идеализировать. То есть вот если просто человек умер от болезни, там понятно, были у него плохие качества, хорошие и так далее. А вот суицид очень часто, он был самый лучший, он был самый прекрасный. Никто не мог его понять. Он был идеальный. Срочно там надо как-то продавить и доказать, что его там надо отбивать и так далее. Замечательно, наверное, такие истории. Так вот это вот потому, что человек вынужден брать только какую-то сторону. То есть должен вот это предательство просто как бы убрать, потому что это нехорошо об этом думать, и оставляется только вот эта идеальная часть. Если вы столкнетесь, не дай бог, с горем от суицида, у родственников суицидентов, у одноклассников, смотрите на эту амбивалентность. Кто больше всех будет говорить, что он был идеальный, практически идеальный, да, суицидент, что он по-другому там не мог поступить, что это был единственный выход, что он был лучше нас всех и так далее, обращайте внимание, пожалуйста, на этих людей, кто так говорит, потому что они именно могут находиться в группе риска. То есть они, в принципе, допускают, что это не так плохо, как нам кажется. Ну, конечно, очень важная вещь – это во что-то надо сублимировать. Опять же, мы придем сейчас к мировоззрению. Вот, смотрите, был близкий человек. Вот мы дружили с каким-нибудь одноклассником. Вот просто себя представьте. И вот его нет. В силу каких-то там причин. Он умер или, не дай бог, покончил жизнь самоубийством. А что делать-то? Просто страдать, вырывать. Как я ему могу помочь? Я же его любил, значит, я что-то должен для него сделать. А если у меня совершенно нерелигиозное представление, то чем я ему могу помочь? Его теперь нету, полная пустота, понимаете? И вообще нету, по большому счету, никаких вариантов для того, чтобы во что-то сублимировать. То есть понятно, что для верующего человека там пошел помолиться, а может, вот Бог простит его грехи, там, или Аллах, кому как, собственно, в этом случае нравится. А если ни Бога, ни Аллаха нету, опять же, и загробной жизни нет, тогда вообще непонятно, что мне на данный момент остается делать. Но вот сейчас будет анонс. Я так чувствую, мы перейдем в формат ток-шоу. Геннадий Сергеевич, он говорит, что он скажет, что нужно делать. По поводу сублимации. Отлично. Геннадий Сергеевич человек с большим опытом. Я думаю, что он скажет, если что, мы с ним тоже немножечко, может, даже поспорить. Да? Согласитесь. Хорошо. Ладно. Нет. Я сказал, может. Кризис в любом случае это определенная возможность для человека, которому
можно использовать. Кстати, вот на родительских собраниях, которые я провожу тоже в регионах, интересный тоже такой мировоззренческий вопрос, который хорошо бы задать родителям, но только тактично, конечно. Вот любой кризис позволяет человеку получить какие-то дополнительные навыки для преодоления в будущем кризиса. А самый очевидный кризис, вот я думаю, для родителей должен быть понятным, что они же тоже когда-то умрут. Да? И, ну да, это, в общем, очевидный факт, я думаю, медицинский, придется это подтвердить. И дети же должны будут хоронить тогда родителей. А как они будут это делать? Что с ними будет в этот момент происходить? Что они будут знать о жизни? Что они будут знать о смерти? Что они будут знать о многих других вещах, чтобы пройти этот кризис? Потому что сейчас, культура в целом, если рассматривать, старается детей от этой информации как бы изолировать. Очень часто, причем даже мне так уже кажется, в подавляющем большинстве случаев, детей стараются не брать на похороны. Хотя раньше, опять же, 200 лет назад, естественно, никто бы не мог не взять ребенка на похороны, все жили в одном населенном пункте. Все, естественно, шли прощаться, потом шли хоронить, исполняли те ритуалы, смысл которых, кстати говоря, хорошо понимали, которые тоже дополнительно давали возможности для преодоления кризиса. Но я сейчас немножечко не об этом. Так вот, а сейчас детей пытаются в сторону. Вот вам опять же пример из жизни. Он такой очень яркий. Мои пациенты, значит, умер дедушка. И девочки 7-летней сказали, что дедушка уехал в командировку. Не стали ее брать на похороны. Значит, проходит полгода. Родители горюют, дедушка не приезжает. У девочки начинается на дедушку агрессия, потому что, вот Новый год, он всегда был со мной. Она его действительно очень любила, и он ее любил. А почему он не пишет, а почему он там даже по телефону ни разу не позвонил. У нее агрессия. А потом еще через полгода, когда уже все отгоревали, вдруг выясняется, что дедушка все-таки умер. И она об этом узнает. И у девочки горе только запускается, но теперь у нее тоже амбивалентность вот эта вот. С одной стороны, она на дедушку обижалась, и она это помнит, конечно, прекрасно, агрессию на него такую проявляла. А с другой стороны, дедушка-то уже в это время умер, и она должна была его жалеть. У нее начинается чувство вины, которое вылезает там в различных формах, в том числе неуспеваемости в школе, агрессии на родителей. А никто не может понять, что это с ребенком случилось вдруг, понимаете? Была же хорошая девочка, такая вся успешная и умненькая. А вот что случилось. А потом это еще все в такую серьезную невротизацию ушло. А случилось то, что мировоззрение девочки, вместо того, чтобы формировать в этот момент с помощью определенных ресурсов, наоборот, формировать не стали, решили, что как бы само пройдет. А само не прошло. И чаще всего само не проходит. Поэтому мы видим после смерти близкого огромное количество детей неврозами и другими расстройствами, серьезными мировоззренческими проблемами. Многие уходят в ту же игроманию, потому что в этой реальности им плохо. И хочется куда-нибудь уйти. Вообще тема горя, она гораздо сложнее и гораздо более для вас даже всех актуальнее, чем тема суицида. Потому что исследования, смогу, наверное, потом вам ссылочку эту на память не помню, около 15% детей
сталкиваются со смертью близких, ну или важных для себя лиц, до совершеннолетия. А вот дальше, как человек с этим будет жить, зависит исключительно от того, как ему оказана помощь и от его мировоззренческой вот этой парадигмы, на которой он стоит. Потому что, конечно, раньше никто не пытался там 10 лет назад ребенку что-то специально объяснять, но он уже был на той парадигме. Он уже понимал вообще, что такое жизнь, что такое смерть, что это не какой-то ужас, что это всех там ждет, что к этому надо подготовиться. Они это знали. А сейчас, поскольку не знают, очень часто мы видим вот именно такие печальные истории. Кстати говоря, которые иногда заканчиваются и суицидом. Я маму любил, мама ушла, пойду к ней. Я думаю, что вы все слышали про такие истории, я их видел просто десятки раз. Теперь немножко о ресурсах, я бы о стратегиях поговорил, но это давайте там в следующий раз, потому что уже по времени, чтобы нам... Сколько мы еще времени? Я что-то запутался уже. Ну, вообще у нас около часа. Нет, надо доктору отдавать Вот, уже, да, все. думаю, что... Поэтому я все помню, да. Значит, быстро просто о ресурсах. Я потом, если вам надо будет провести на эту тему вебинар, давайте мы его проведем. Я вам могу по ресурсам отдельно и долго рассказывать. Давайте вопрос. Можно конкретный план, что включить в воспитательную работу по предотвращению детской смертности? Так. Сейчас. Конкретный план действий по какому вопросу-то вас интересует? Значит, сколько, вот когда по суицидам начинают сдавать вот конкретный план, вот от сих до сих, буквально, чтобы вложилось несколько листочков. Это вот все равно как план по лечению очень серьезной болезни. Например, конкретный план по лечению рака на 2 листочках, желательно, чтобы всем было сразу все понятно. Слушайте, рак имеет разные нозологические формы, совершенно разный прогноз и так далее, и так далее. Разные формы лечения, инструменты лечения. То есть вот всем инструментарием врач должен обладать, а то зачем он нужен? К сожалению, когда речь идет о суициде, это уже, знаете, такой рак души. Это уже вот прям серьезная очень ситуация. Поэтому какой-то конкретный план, вот я не знаю, я затруднюсь. Ну вот, может быть, у доктора есть какой-то конкретный план, который он может предложить по предотвращению суицида на 2 листах. Но я обычно вот провожу семинары на 16 часов. И вот прям с вопросами, обо всем подробно, со всеми инструментами. И этого бывает, оказывается, мало. Поэтому, конечно, здесь у нас нет никакой возможности об этом поговорить быстро и хорошо. Вот сайт, который, возможно, многие из вас не видели, зайдите просто сами, посмотрите, пожалуйста. Сайт уже 12 лет. В интернете в день приходит около 13 тысяч человек, не все, конечно, суициденты. Это сайты кризисной помощи, которые вот создавались уже более 10 лет назад, как я уже сказал. То есть там есть ответы практически на все вопросы суицидента. Просто зайдите, ознакомьтесь с этим ресурсом. Ниже, вот на 3-й строчке, вы можете видеть другие сайты группы «Пережить». Очень полезные материалы можете здесь найти. Иногда очень сложно самому, бывает, неподготовленному специалисту, разговаривать и о смысле жизни, и о каких-то других вещах, если нет опыта. А опыта, опять же, мало у кого есть, чтобы вот в одном учебном учреждении за год произошло несколько случаев, такое, к счастью, крайне редко. Но можно отослать и дать информацию, почитать. Вот, например, на сайте Победишь.ру, где есть информация
по тем запросам, которые суициденты задают. Там же есть, кстати, и форум, на котором можно посмотреть. Значит, 8800 все знают, телефон доверия. Очень сильно отличается от региона к региону, но в целом функции свои, безусловно, выполняет. Интересный сайт экстренной психологической помощи МЧС России. Он не очень хорошо индексирован, но хороший сайт. И тоже, в общем-то, там можно получить реальную помощь. И горячая линия в институте Сербского. Геннадий Сергеевич, вы так посмотрели, как будто ее нету. Есть. Есть. Но есть еще детский телефон доверия. Вот вы как раз телефон доверия расскажете. Вот, то есть вот эту горячую линию тоже можно использовать, особенно если случаи какие-то связанные с психиатрическими ситуациями. Книга по материалам того сайта, ладно, это я, наверное, тоже удобный формат. Кроме того, в плане грамотности такой вот общего иммунитета развития ко всему нехорошему, есть такой ресурс «Научи хорошему» на Ютубе. Просто зайдите сами, посмотрите, поинтересуйтесь, как это все работает, и я думаю, что будет для вас очень хорошее подспорье для формирования правильного вот именно мировоззрения, в том числе и по поводу опасности суицида. Фильмы различные. «Письмо отца», который мы снимали несколько лет назад. Очень хороший фильм, особенно для родительского собрания. К сожалению, я вам не могу это показать, вы можете сами найти. Мейджор фильм «Письмо отца». Просто сами зайдите, посмотрите, но смотрите вот именно в том порядке, в котором я сейчас говорю. Этот фильм был создан несколько лет назад, имеет реального прототипа, то есть женщина, у которой дочь убила себя, написала такое письмо дочери, которая убила себя. Да, по этому материалу был создан вот фильм «Письмо отца». Пробивает эмоционально, очень часто плачут в зале, когда его увидят. Просто посмотрите, вот родителям его показывать было бы просто изумительно. В некоторых случаях и суицидентам. В интернете есть еще вот этот фильм «Я не хочу жить, меня все достало». Ну, такой социальный ролик. На мой взгляд, он имеет недостатки, но в целом тоже можно было бы для профилактической работы его широко использовать. Сами его посмотрите. Ну и если вам нужно будет, давайте сделаем отдельный вебинар, где рассмотрим все нюансы, посмотрим все и подумаем с другими еще специалистами, как его надо показывать. Фильм «Себя убить нельзя», 6 лет назад мы его сняли, ровно 44 минуты. Все аргументы, почему себя убивать нельзя, плюс герои, взрослые люди, которые рассказывают, почему это делать не стоит. Личный опыт. Со всех сторон рассматриваются вопросы. Обязательно сами посмотрите. Вот этот фильм очень я бы рекомендовал показывать именно для первичной профилактики. И замечательный фильм, к которому я не имел никакого отношения, но он тоже есть на Ютубе. «Подарите мне минуту». Прекрасный фильм, который говорит о ценности жизни, о том, что надо немножко потерпеть, о том, что надо от себя немножко отвлечься и сделать кому-то что-то доброе и хорошее, и тогда, в принципе, тебе не захочется дальше уходить из этой жизни. То есть здесь смысл фильма, он совершенно очевиден, светлый, чистый, всего там несколько минут, но вы получите и эстетическое,
и удовлетворение, безусловно, профессиональное, когда посмотрите этот фильм и сможете его использовать. Ну, жаловаться в Роскомнадзор, я думаю, все умеют, но просто делают это почему-то с ленью, и далеко не все, к сожалению, убирается, потому что есть проблемы с экспертизами, но тем не менее, чем чаще жалуешься, тем больше вот этой вот информации все-таки вырезается. И еще я хотел вам показать, я всем показываю на семинарах Герда, довольно интересная программа, которую можно, ну, сами зайдите, посмотрите, позиционируется как младшая сестра в интернете. Вот если вы видите на большом экране, то можно забить, например, свой адрес ВКонтакте, ну или адрес там своих детей, всего класса, да, и сам этот бот будет смотреть пользовательскую активность ваших детей в деструктивных группах, какие он добавляется. Ведь далеко не всегда учитель может сам понять, какая группа деструктивная, какая нет. А у них база обновляется, в принципе, бесплатный ресурс. Такой, там есть какие-то платные тоже у них какой-то формат, но он, ну, не знаю, дополнительный, и обычно его никто не использует. Просто посмотрите, это может быть вам хорошим, очень подспорьем в работе. Остальное, к сожалению, мы не успеваем. Есть еще как разговаривать с детьми о безопасности в интернете, отдельные мастер-классы. Я думаю, что если вам будет нужно, то мы это, безусловно, все сможем организовать. То есть о каждой из этих вещей надо разговаривать подробно и отвечать на ваши вопросы. Но, к сожалению, времени у нас не так много, поэтому я, наверное, буду заканчивать и отдавать слово Геннадию Сергеевичу. Вот. Вам всем спасибо. Так, я вот хочу понять, мне нужно найти разработки. Вопросы ко мне у вас есть? Ну, я так понимаю, что нет. Имеет ли смысл проводить конкурсы рисунков, посвященные этой теме, теме борьбы с самоубийствами? Я думаю, что, конечно, нет. Хотя, вот еще последнее, что я хочу сказать, поскольку мы про мифы не говорили, но очень важный момент. Когда говорят, что мы не можем заниматься профилактикой, и в том числе показывать вот эти фильмы, которые первичные профилактики занимают, потому что в школе нам запретили вообще говорить слово «суицид». Вот если слово «суицид» говорим, то они все начинают думать о суициде. Понимаете, это вообще что это такое? Это откуда этот миф так разросся? Я каждый раз спрашиваю, а кто это говорил? Ну вот кто-то в образовании говорил. Так и невозможно поймать, кто это все-таки говорил, но очень многие в этом убеждены. Коллеги дорогие, надо бояться не слова «суицид», а надо заниматься нормальной, первичной, эффективной профилактикой этого печального явления. Если будем заниматься первичной профилактикой, что в образовательных учреждениях можно делать, мы не только предотвратим суицид в образовательных учреждениях, часть суицидов точнее, все никогда мы не предотвратим, но и мы сможем предотвратить, что эти люди не совершат их в будущем. А если мы будем пугаться, что изменится, если мы слово наркотик не будем произносить? А разве от этого наркоманов не будет? Разве через интернет не приходит и о наркомании информация, и о суицидах информация, через всякие деструктивные группы? Но в то же время мы почему-то боимся в школе об этом говорить. Просто правильно надо об этом говорить, правильно и эффективно. И я вот заканчиваю, а Геннадий Сергеевич вас тоже этому еще получит сейчас. Спасибо. Смеемся. Добрый день, коллеги. Очень насыщенный у нас вебинар, 3 часа, очень плотного времени, очень много информации. Но некоторые сразу вопросы, которые были, я видел, звучали по поводу мастер-классов, запросов, по поводу практических вещей. Ну, я так могу сказать по опыту
преподавания, по опыту выезда в регионы, что наиболее эффективная работа, она, конечно, осуществляется непосредственно на местах, вживую, потому что проводить мастер-классы не через по скайпу или по дистанционно крайне сложно, потому что мы не видим вас, мы не видим вас, ваших лиц, мы не видим, не можем сразу отследить тех вопросов, которые возникают. Обычно в всех мастер-классах люди реально участвуют и проигрывают те ситуации, в которых они оказываются. Поэтому это такой момент очень важный. Сразу немножечко. Поэтому наша сейчас задача, она несколько просто осветить еще, может быть, в некоторых аспектах те вопросы профилактики суицидального поведения, которые недостаточно были, может быть, вы знали. Хотя я видел по тому, что вы писали, что вы очень много знаете теоретически, замечательно. Ну, в общем-то, если что-то новое узнать, мы будем только рады. Некоторые дополнения будут, конечно. У нас сейчас нет возможности некоторого такого дискуссии с Михаилом Игоревичем. Но я думаю, такой формат тоже он интересен, могут быть. Потому что он наиболее иногда продуктивный. Да, в следующий раз организуем. Да. Смотрите, коллеги, коротко. Я вам хотел бы рассказать о том опыте межведомственного взаимодействия, который существует в городе Москве, и тот опыт, который мы по заказам, по просьбам регионов в рамках программ повышения квалификации можем передать и рассказать в индивидуальной работе. Если будут вопросы, опять же, мы остановимся, может быть, потом подробнее. Специально останавливаться не будем, потому что время, я понимаю, что все устали уже, и информации очень много. Что мы посмотрим? Не буду останавливаться здесь. Проблема реально за последнее время крайне актуализировалась. Актуализировалась не только с точки зрения суицидов, но и вообще психических расстройств во всем мире. Рост. Это и за счет, как говорят медики, за счет выявляемости, за счет, в первую очередь, выявляемости. Медицина считает. Посмотрите внизу объем вложений в программы, суицидальной программы, антисуицидальной программы в каждой стране, он, по сути дела, из года в год он растет. Россия. Вот много говорил, и Михаил Игоревич тоже говорил об этом. Вот если посмотреть, они очень любят иностранцы показывать эту карту, что наша страна вообще вся красная, она вся в суицидах, особенно в подростковых. Далеко это не так. Если говорить по Росстату, сейчас отмечается уменьшение, в принципе, суицидального роста именно подростков до 19 лет, потом идет всплеск. И вот эти регионы, которые здесь представлены, наиболее красные, зеленые, это, в общем-то, нужно понимать, что статистика вещь лукавая, потому что часто доверяем, мы лично, вот если говорить о Москве, и некоторые регионы об этом тоже мне говорили, они доверяют той непосредственной информации, которая приходит в системе образования. То есть система быстрого реагирования. Что-то случилось в школе, центры, которые непосредственно работают с кризисными состояниями, приходит информация, и то, что говорил Михаил Игоревич, отчасти сразу не психологи местные занимаются проблемами, а занимаются те группы психологов, кризисных психологов, которые берут и работают со всей школой, с администрацией, психологами, со всеми и проводят действительно до практических мероприятий. Что я хочу здесь добавить, вот Михаил Игоревич, то, что он говорил, работа должна быть начинаться в тот же день, по сути. А не только, скажем, траурные мероприятия проведения. Сейчас скулшутинг очень много об этом говорят у нас в стране, и есть распространенность его на Западе. Но посмотрите по поводу статистики, что многие говорят о том, что все-таки это связано с какими-то психическими все равно нарушениями. Конечно, психические нарушения в первую очередь, об этом говорят медики, об этом говорят психиатры, суицидологи, но все равно существуют серьезные психологические причины. Неудовлетворенность, мы об этом немножко позже скажем. Когда и у кого чаще? Немножко по статистике. Здесь мы взяли Москву, по Москве. Но это очень важная информация для того, чтобы проанализировать по своим регионам. У вас-то как происходит? У нас не листается почему-то. Вы можете. Смотрите, по своим регионам.
То, что говорил тоже Михаил Игоревич по поводу суицидов. По Москве примерно равный процент завершенных суицидов, как у мальчиков, так и у девочек. А несмотря на общее вот поверье, то, что мальчики более меньше их, а девочки более демонстративные. И такой, здесь по Москве так не происходит. 9-11 классы, колледж. Если посмотреть по распределению по временам года, да, действительно, говорили с самого начала, что это май, но и не надо забывать вот эти декабрьские, январские, декабрьские, то есть зимние депрессии, когда, собственно, света нету, есть уже истощение, есть уже усталость от того, что происходит, и вот здесь вот в эти периоды идут суициды, и тоже суицидальные действия обостряются. Вторник, понедельник, день тяжелый. Проводилось когда исследование ЮНИСЕФ 10 лет. Они смотрели подростковые суициды. Там немножко другие цифры. У них четко выходил май и четко выходил суббота, воскресенье для всех, то есть групп. Остальные дни не были нагружены. Вот, то есть мы все время шутили. Ну да, когда вот я как родитель, когда я начинаю заниматься своими детьми. Суббота, воскресенье. Покажи дневник, давай сделай задание. Большинство конфликтов идет, естественно, чаще всего все-таки это выходные дни. Поэтому вот у них получились такие данные, это больше там несколько тысяч человек, много регионов участвовали. Это ЮНИСЕФ, данные ЮНИСЕФ, они открыты. Можно посмотреть, хорошая очень методичка, она называется «Предотвращение самоубийства». По поводу основных понятий говорили, не будем останавливаться. Мотивы и причины. Ну, важно понимать, что родители, к сожалению, не понимают, и действительно доводить надо до родителей. Часто не очень к этому серьезно относятся и в школе. То есть какая-то мельчайшая вещь, связанная с тем, что на меня там не поздоровались, не посмотрели, незаслуженная какая-то оценка. Ой, хомячок умер. Все, что угодно для взрослого может быть несерьезным, для подростка может быть иметь крайнюю серьезность. Поэтому отмахиваться от этих вещей, мы часто это видели, уже когда развивается уже депрессивное состояние, через год после того, как событие произошло. Но при том, что родители не обратили внимания, никто не обратил внимания на страдания, на то, что было, собственно, может развиться в дальнейшем суицидальные мысли, в плане, исходя из того, что меня никто не понимает и зачем вообще здесь жить. Протест, месть, призыв. Здесь немножко Палмбрумова мы посмотрели как основные причины, но здесь данные Следственного комитета, с которым мы регулярно сотрудничаем, и, собственно, смотрим те дела, которые проходят у них, в первую очередь, по Москве. Ну и все-таки в основе лежат конфликты в семье. Об этом действительно надо говорить. И проблема, на самом деле, детско-родительских отношений и непонимание родителями своих детей, она является, с моей точки зрения, сейчас сидя вот на приеме регулярно, принимать детей с родителями, является основополагающим. Одной из основополагающих. Почему подростки лишают себя жизни? Современные какие-то теории. Методичка ЮНИСЕФ называется, предотвращение суицида. Она вроде дальше будет. Почему подростки? Современные теории. Какие сейчас есть современные теории? Почему я на этом хочу заострить внимание? Потому что, исходя из каждой теории, следует определенная профилактика, построение профилактической работы. Если мы берем медицинскую модель, которая говорит о том, что 90% суицидентов, все психически больные люди, часто это очень транслируют. И наши коллеги говорят об этом, да, что это вот написано в ВОЗе, поэтому это так. А вот там, психоаналитическая модель, она подразумевает, что человек хочет убить, у него желание убить часть себя, а не всего себя. То есть здесь каждая модель подводит к некоторым моментам, связанным с профилактикой. Одиночество, приобретенная чувствительность к боли. Очень популярна сейчас интерперсональная модель. Есть работы сейчас переведенные. Теория суицидального кризисного синдрома. Что это такое? Мы немножко остановимся. А то, что синдром этот характерен не только в рамках психических нарушений, но и человека, который находится в экстремальных, может находиться в каких-то кризисных ситуациях. Это, кстати, модель очень близка к тому, что разрабатывала в свое время и Айна Григорьевна Абромова, и то, о чем говорила Елена Моисеевна Врона, как
специалист, действующий специалист по подростковым суицидам, длительное время работающий именно в рамках профилактики работы. Смотрите, вот мы говорили о стигматизации, дестигматизации по поводу этого слайда. Говоришь людям, что человек, были у него попытки самоубийства, для врачей, что это значит? Красная тряпка, что он психически нездоров. Убираешь из истории жизни, что у него была попытка самоубийства, и все, сразу проценты падают. То есть проблема стигматизации, она настолько сейчас остра, и люди действительно не хотят обращаться даже к психологам, не говоря уж врачам. Ну, я с некоторой такой большой по поводу доли ответственности могу заявить, что первичные попытки суицидов в Москве чаще всего, если это не сопровождается тяжелыми психическими нарушениями, не ставятся на учет. Все может быть. Это и в 20-й горбольнице, который и в нашем московском НИИ психиатрии или в центре Сербского на учет не ставят. Только при наличии уже, когда эти попытки неоднократные и когда сопровождаются серьезными, повторяюсь, психическими нарушениями. Хотя по регионам бывают разные, абсолютно. Поэтому Айна Григорьевна Абрумова, действительно, о чем мы говорили, и Михаил Игоревич говорил, 1/3% это психически нездоровые люди, другие 1/3 это те, кто находится в пограничных состояниях. А подростки, они и находятся в пограничных состояниях. Это кризисный период. Нормативно протекающий кризис, ненормативно протекающий кризис. Кто об этом знает? К сожалению, психологи, не говоря родители, психологи об этом тоже очень мало знают, и мы, в общем-то, об этом необходимо говорить. И даже Айна Григорьевна пишет о том, что при наличии голосов, я это видел, приходит девочка и говорит, у меня голоса, которые говорят мне, выпрыгни из окна. Но я не хочу, я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что это не так, нельзя это делать. Только, говорит, не говорите маме, потому что моя семья слишком религиозна. И что будет, если маме рассказать в данном случае, просто непонятно даже. То, что в итоге ее забрали из больницы раньше, чем надо. Это мы потом обсудим. Ну да, хорошо. Айна Григорьевна, Елена Моисеевна Врона, посмотрите, пожалуйста, кому интересно, кто этим занимается. Предотвращение самоубийств подростков, руководство для подростков, она сделала в свое время. Там мифы, которые не то, что которые общие сейчас, которые возрастные мифы, она там о своих говорит, о том, что касается конкретно подростков. Очень интересно. Те вопросы о том, что любой подросток с любым типом характера может совершить самоубийство. Ну и много-много другое, которое развенчивает традиционные наши представления о том, что нельзя говорить о суицидах, о чем Михаил Игоревич говорил, почему нельзя. Не очень понятно. Да? Откуда это пошла информация, тоже для меня тоже является загадкой. Но, несмотря, что бы там ни говорили, и сейчас был большой конгресс, Европейский конгресс у нас проходил в Москве, и представители различных организаций, и организаций стран, Австралия, Америка, Англия, спорили по поводу того, но можно создать единую теорию? И может ли эта теория помочь нам понять, и на ближайшее время сказать, что да, он, скорее всего, покончит с собой. С большой натяжкой они при определенных условиях говорили, что ну да, в некоторых случаях это возможно. Но на самом деле мы можем говорить только о некоторых неблагоприятных факторах, которые могут при определенных условиях повлечь развитие суицидального поведения. Итак, как развивается суицидальный кризисный синдром? Немножечко, да, это немножко психология, немножко жизни. Каждый из нас оказывался в этих ситуациях, сталкивался с этим. Здесь я не буду говорить, ну, в общем, коротко, да, это конечное самоубийство, это конечная фаза отчуждения от мира, когда нету другого ничего, когда люди говорят словами о том, что мы находимся как будто в норе, как будто мы в дыре находимся, из которого просто нету выхода. Это то, что говорил Михаил Игоревич, действительно, туннель. Другого они ничего не видят. Выделяют 7 этапов, таких последовательных этапов. Могут быть они непоследовательны. Для чего это нужно? Это степень оценки суицидального риска. Это те конфликты, те проблемы, с которыми сталкиваются взрослые, сталкиваются и дети, подростки.
И выявление этих проблем помогает как раз в работе, конкретной работе по профилактике кризисных состояний. Постановка нереальных целей и задач. Ну, приходит девочка с мамой, причем вместе говорят, что мы поступим в очень высшее, там очень-очень элитное заведение. При этом, когда общаемся с подростком, мы понимаем, что с коллегами что никуда она не поступит, конечно. Убежденность мамы такая, убежденность ребенка такая, что дальше при непоступлении можно ждать развития вот этого кризиса нарциссического. При этом она настолько, то, что я согласен, в некоторых случаях самовлюбленная, с такой с короной на голове, что она другого не представляет себе других вариантов. И это является большой проблемой. Это социальный перфекционизм, что я должен достичь, когда это еще поддерживается, к сожалению, образовательной организацией, а у нас здесь она элитная, поэтому мы, будь добр, иначе уходи. И со стороны родителей. Двойной зажим. Образовательная организация и родители. Что остается ребенку? Чаще всего такой мотив суицида, самонаказание, а я не могу ничего сделать. Или мотив избегания наказания по-другому. Ожидание, потребность в праве счастья. Вот то, что говорил Михаил Игоревич. Да? Они все, как будто бы сейчас многие ожидают от нас взрослых, что многие, не все, но что приготовить на блюдечке, уже принесут, то мы должны обеспечить им право счастья просто. Дать им уже все, что есть. То есть они будут, это сейчас на самом деле в Европе очень модное слово, когда вот по поводу детей, рожденных после 2000 года. То есть это люди, которые говорят, до 30 лет, до 30-35 мы будем свое удовольствие жить, а дальше там как-нибудь, как Бог даст. Да? Ну, в общем-то, в 35 лет Бог уже ничего не дает, как правило. Если ты инфантилен, и ты не работаешь на самом деле для кого-то, не стараешься жить еще для кого-то, кроме как себя, то, в общем-то, никуда это не денется, а только укрепится. Но вот эта проблема поколения, ты дай, а ты не даешь, и все остальное очень часто, и оно может быть на местном уровне, но это как такая глобальная проблема. Неспособность перенаправить на более реалистичные цели. Да, конечно, мы взрослеем, конечно, меняемся. Я хотел быть в свое время космонавтом, понял, что в свое время космонавтом быть не могу. Потом летчиком, потом понял, что летчиком быть не могу. Должны меняться цели установки. Но если у нас жесткие установки по поводу того, опять же, кем я должен быть, и это все поддерживается, и на самом деле нет возможности перенаправить, то наступает очень быстро разочарование. Мы немножко об этом попозже. Приходит подросток, 13 лет, по поводу смысла жизни. Скажите, пожалуйста, доктор, а какой смысл жизни для вас? Я говорю, слушай, скажи, вот тебе 13 лет, ты задаешь очень интересные вопросы. А когда у тебя появилось ощущение, что нету смысла жизни, когда ты перестал радоваться? А вы знаете, где-то лет в 10 я поняла, что мир не такой вообще, как представлялся мной, не такой идеальный, не такой вообще честный, не такой справедливый, обычно по справедливости бьют. Ну и чего? В чем смысл-то? Поэтому для психологов вопрос о смысле жизни, он должен быть внутренний. Ты всегда, в общем-то, готов ответить на него для себя. А в чем для тебя смысл жизни? Тогда можно будет говорить с ним. Главное, не придумывать еще здесь от себя, потому что, как мне говорят некоторые психологи, а я не знаю, в чем смысл жизни. Но тогда и скажи ей, что я тоже не знаю, в чем смысл жизни. Но, во всяком случае, это будет честно. Давай вместе подумаем. Это объединение дальше. И работа уже на профилактику. Ну, вот это можно будет, в принципе, если нужно будет, мы сделаем отдельный мастер-класс прямо на эту тему. Ну, мы вот в реальности это делаем. Действительно, да, именно проигрывая все эти ситуации. А социальное поражение, личное уничтожение. Да, конечно, я хотел быть... известная история, когда папу, была передача на Первом канале, совершенно ужасная, позвали родителей из далеких городов, ребенок, может быть, слышали, не попал в сборную, не дошел до дому, покончил с собой. Возмущению Папиного не было предела, почему тренера такие плохие. Причем здесь тренера? Причем здесь родители? Почему он не пришел? Почему? Он боялся прийти и сказать, что я на самом деле не способен.
И твоих ожиданий, папа, я не оправдал. Невозможно оправдать. Это может быть очень сильные чувства стыда, страха. То здесь смесь всего. Папа, я был на этом, обсуждали эту тему как раз в прессе. Папа ему постоянно навязывал эту тему, что он должен быть лучше, сильнее и так далее, и так далее. То есть, понятно, в принципе, он транслировал такой подход, и ребенок не справился. Беда в том, что на этой передаче, которая была, она была ужасно сделана абсолютно. И ничего хорошего из нее не получилось. Восприятие себя как бремени очень характерно для подростков. Конкретно приходит подросток и говорит: ну а зачем я своим родителям-то нужен? Вот я им что-то говорю, а они мне там, да, мама говорит, ну да, действительно, вот я там, нужен репетитор, пожалуйста, нате репетитор. Ребенок говорит: да нет, обрати внимание на мои переживания, на то, что мне плохо, на то, что я страдаю, на то, что я переживаю, на то, что мне вообще нужно. А я не могу. Это вот такой частый ответ. Да, часто. И вот ощущение того, что я лишний, что меня здесь кормят, а я не могу дать родителям то, что они от меня хотят, это восприятие себя ненужности, оно является мощнее, чем сама по себе депрессия. Депрессия может быть, может не быть, а вот эти переживания, они на самом деле действительно очень суицидоопасны, потому что когда ты одинок, когда не на кого опереться, это становится большой-большой проблемой. Сорванная потребность принадлежности. Есть проблема. Я хотел в этот коллективе быть, а меня выгнали. Меня не приняли в этот коллектив. Я хотел, я старался. Я хочу быть студентом вуза, а я не смог этим быть. Да? То же самое. Вот эта сорванная потребность принадлежности какой-то важной для человека группе, а не получается. Момент опасный. И самый момент серьезный – это восприятие, что будущего нет. Не вообще где-то, да, вообще где-то будущего нету когда-либо, а будущего нету сейчас уже. И будущего нет завтра. И нет будущего в принципе своем. Это вот ощущение, что я в ловушке, это вообще ощущение полной безысходности. Вот эта безысходность, если она сейчас в настоящее время есть, если мы с ней разговариваем, мы выходим на эту безысходность, он говорит о том, что да я в принципе не вижу, как жить. Ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшей перспективе. Ну, момент с точки зрения развития и риска суицида в ближайшее время очень высокий. Коротко наши данные, это мы проводили, смотрели среди подростков суицидальный нарратив. Вот что, посмотрите, для важного группа, которую мы отправили лечиться в стационар, из тех, которые были по скринингу, мы будем потом говорить, восприятие, что будущего нет, у них самые высокие показатели. Да, нереалистичные цели характерны для всех подростков, да, фрустрация потребностей есть, но вот показатели зелененькие, да, социальное положение, личное унижение, восприятие себя как бремени, это более характерно для тех детей, которые уже высказывали суицидальные мысли, намерения, замыслы, или которые уже лечились неоднократно в больницах с попытками, с депрессивными состояниями, и находились в критических ситуациях. Как распознать? Ну, я могу рассказать о своем опыте. Я понимаю, что в регионах часто не хватает ресурсов. Здесь были вопросы, да, а как нам организовать профилактику? Да часто это упирается, в общем-то, в несколько вещей. Возможности школы при наличии психологических психологов, в принципе, там сокращается, к сожалению, психологов. Второй момент очень важный – это межведомственное взаимодействие. Насколько оно в регионе налажено, насколько в регионе руководитель региона заинтересован в интеграции всех служб. Потому что скидывание, действительно, о чем говорил Михаил Игоревич, все на школу, всю профилактику, это просто неправильно. При всем, что врачи кричат о том, что все дети, одна треть детей психически ненормальны, а другая треть просто не диагностированы. Но, коллеги, тогда давайте вместе, да, там, консолидироваться, как это делается в некоторых все-таки регионах, продвинутых таких с точки зрения профилактики, где организуют центры, анонимные центры, человек может прийти по вопросу наркотиков, по вопросу антивитальных, суицидальных переживаний, агрессивных, его там примут. Другие центры, где есть кризисные кабинеты помощи, где в поликлиниках они открываются. Поэтому есть возможности.
Но они всегда упираются, как в одном регионе мы были, нам сказали: ребят, классно, все правильно, но у нас нет ни денег, ни людей. Поэтому, коллеги, вот Нежелание. поэтому что делается? Да, конечно, нужны инструменты. Что важно в инструментах, о чем говорил Михаил Игоревич? Часто мы специально выбирали те инструменты, которые не впрямую не говорится о самоубийстве. Потому что по результатам тех вопросников, которые говорят о самоубийстве, типа Моряковых, где там есть опрос, просто 3 вопроса о самоубийстве, данные получаются очень крайне большие, кто будет с этими детьми работать и как работать, вообще большой вопрос. Поэтому мы вначале отследили, какие вообще факторы риска есть, и подобрали под них те тесты, методики, которые мы сейчас используем, и которые, в общем-то, с нашей точки зрения позволяют нам более-менее получать группу риска. Здесь, наверное, сразу не видны методики, да. Безнадежность, шкала одиночества, шкала опросник Басс и Перри по агрессии, просто здесь перечислю. Здесь шкала по депрессии, шкала по личностным нарушениям. Здесь просто сразу выскочило то, что, к сожалению, ограничение метода, да, ограничения есть. Во-первых, в том, что если мы смотрим детей, если появляется группа риска, мы должны посмотреть в ближайшую неделю, потому что состояние может меняться. Во-вторых, иногда просто есть дестимуляция, но у нас выборка сейчас уже более 7 тысяч человек, и можно, когда большое количество людей, можно уже говорить о некоторой закономерности работы. Что важно еще? Данные, мы делаем это дистанционно, потому что школы хотят работа, чтобы была быстрой, большой очень поток. Мы хотим запрос с какой-то образовательной организации. Вот посмотреть, условно говоря, 500 человек, всех, кто поступили вот в этот колледж вот сейчас. Это возможно только за счет дистанционного некоторой методики, которая вот нами и программа была разработана под это, которая дает сразу группу риска не по формальным показателям. Коллеги, методики, которые есть, они работают не только по формальным, то есть большой балл депрессии или маленький балл депрессии. Если мы будем по этому смотреть, у нас все будут депрессивные. Есть, я думаю, что они выложены, методически, рекомендации наши на сайте, о котором говорила Лариса Павловна, да, где конкретно говорится, как методиками работать, на какие конкретные вопросы обращать внимание. Потому что мы обращаем внимание на конкретные вопросы, связанные с суицидальным риском, а не только по показателям. Это все описано. Но в итоге мы получаем шкалу, кого смотреть в первую очередь, кого во вторую. В общем. Здесь вот тоже получилось все сразу, да. Но получается, что мы делим на 4 группы. Те, у кого есть самоповреждение, кризисное состояние, это самая группа опасная. У тех, у кого кризисное состояние, у тех, которые говорят, что да, одиночество, депрессия зашкаливает, плохо мне, но пока они с собой никаких самоповреждающих действий нет. И те, которые потенциально, они агрессивны, они акцентуированы, но мы можем их, во всяком случае, смотреть во вторую очередь. Все это можно проводить, и проводили некоторые регионы в ручном варианте, если это небольшие выборы. Чукотка постарался и выдал нам результаты, по которым я очень порадовался, что у них все показатели намного лучше, чем в Ленинградской, допустим, области, в Москве. Почему? Да потому что понятно, что жизнестойкость на Чукотке настолько высокая, и жизнь так хочется, что, в общем-то, им не до инфантильных всяких переживаний. Значит, традиционно самый такой, один из наиболее высоких уровней. Мы говорим о подростковом. Там подростков как раз. Вот среди населения коренного, да. Среди коренного населения, да. Итак, конкретно, да, то, что пишут, и мы записали то, что говорят родители. Удивительно. Депрессии у детей не бывает. Сидит мама такая, девочка плачет, причем не девочке, там 16 лет, она в колледже. Я говорю, у тебя же депрессия, ты посмотри, у тебя вот симптом, смотри, тебе же не очень хорошо. Она говорит, пожалуйста, не говорите только маме, потому что в нашей семье считают, кто не работает, у того депрессия, у кого депрессия, тот не работает.
Приходит мама, и действительно это подтверждает абсолютно. И таких вот ситуаций очень много. И сбить родителей на то, чтобы он услышал ребенка, крайне сложно. Замотивировать обратиться к специалисту иногда получается только через страх. Конкретно, если вы не пойдете, нет, там были вопросы, да, а что вы делаете, какой алгоритм? Мы, может, сейчас немножко еще вернемся по поводу алгоритма, что мы делаем. Так, по поводу, что может школа увидеть. Смотрите, самоповреждающее поведение можем увидеть в школе? Можем. Часто школы к нам приводят и в Центр экстренной психологической помощи, и сейчас Центр профилактики суицидов, именно по вопросам самоповреждающего поведения. В Москве, если школа узнала о самоповреждающем поведении, она должна сообщить по закону, я так понимаю, в КДН, может быть, вы поправите меня, в КДН и в опеку. Дальше уже начинается такая достаточно сложная процедура, потому что это должны знать на самом деле. Какой важный момент? Регулярные скрываемые прогулы школы. Вот этот момент очень мало кто на это обращает внимание. Пример. Скрываемые регулярные проблемы в школе могут быть о чем? О том, что человек боится просто говорить даже родителям своим, о том, что у него проблемы в школе, б, что у него состояние такое, что он не может учиться. Понимаете? И он боится этого всего. И если он дальше боится, еще программа больше запускается, и тогда что остается? Тогда вот были вот эти варианты. Я не буду об этом подробно рассказывать, когда действительно дети тоже не доходили до дома, потому что боялись того, что родители будут, они накажут родителей, ну просто будут какие-то санкции сейчас. Это то, что можно увидеть. При индивидуальном консультировании, коллеги, мы говорили о том, что вот мы смотрим детей. Это первый этап. Я здесь подробно ничего не говорил. На втором этапе обязательно смотрим этим детям в глаза. Кто это делает? Это делают обученные нами психологи тех образовательных организаций. Я не говорил просто вообще о системе профилактики, обучения специалистов. А потом или мы выезжаем на место в составе Центра экстренной психологической помощи и смотрим подростков, которые наиболее попали в группу риска. Это наши результаты за 2 года. Да? Что здесь, на что можно обратить внимание? Что 14% нуждались в госпитализации, достаточно много. То есть о чем меня спрашивают иногда, а в чем проблема вообще нашего мира, вообще принцип, как помочь. Когда я участвовал в взрослых проектах депрессии, раннего распознавания депрессии, в течение нескольких лет были получены высокие цифры по нераспознанным депрессиям, которые требуют лечения. Здесь ситуация точно такая же. Ребенок может страдать длительное время депрессивным состоянием, об этом никому не говорить или пытаться говорить, но его не слушают. Потому что когда читаешь дела, которые Следственного комитета, в которых иногда пишется, что ребенок вел дневник, в записи приводится, очень длительное время, говоря о своих тяжелом состоянии и говоря о смерти, то есть он был в депрессии давно уже, но обратиться не мог никому. И не хотел, или боялся, что его не услышат, или сочтут и опять же сумасшедшим. Но это отдельная тема. Не суицидальное самоповреждение. Отдельная тема, отдельный вебинар мы всегда проводим. Мы разбиваем для себя, чтобы понимать и как работать, откуда порезы. Павел Игоревич говорил отчасти на эту тему. Мы выделили несколько механизмов, которые помогают понять, как этот порез или самоповреждающее поведение произошло. Исходя из этого механизма выяснения, мы строим дальнейшую тактику работы. Отдельная тема серьезная крайне. Стратегии строятся в зависимости от, на самом деле, здесь что-то перечислено, психоострая реакция, это действительно, о чем говорили, депрессивный или телесный душевный дискомфорт, или это в рамках акцентуации характера, в рамках демонстративных таких дел. Поэтому, коллеги, смотрите, из кого? Из группы как раз кризисных, кого мы выявили, при скрининге выявили первый раз, да, и потом смотрим, лично уже смотрим, вот как раз большинство амбулаторно-стационарно попадают к врачам. То есть это просто говорит о некоторой эффективности скрининга, тех методик, которые мы проводим. Потому что просто провести и дальше ничего не делать толка нет. И еще такой момент.
мы говорили, выезжали в разные регионы, я сейчас не буду говорить, навязывают некоторым коллегам программы определенные, которые под гиды профориентации, которые включают в себя абсолютно тесты, которые нельзя использовать, но которые не включены даже в Министерстве образования. Это вопрос очень серьезный, об исключении их в плане работы по выявлению суицидальных. В частности, тест, который абсолютно всем, на все регионы говорю, и который нельзя ни в коем случае использовать, это тест PSN-2 Кучера. Ибо эта методика не валидизирована, не стандартизирована, и нигде она не использовалась. Ну а дальше, если вы посмотрите и сами попытаетесь пройти, вы дальше все поймете. Теоретически необоснованно. Часто используют ОСР или ОСР острого суицидального риска, да, Разуваевой или там, по другой фамилии, коллеги. Но работ, если вы посмотрите, очень мало по поводу того, действительно, использования этих методик при пациентах больных суицидом. Поэтому вот некоторые методики, которые широко, я имею в виду, используются, вот эти две хотя бы надо запомнить и осторожность. Да, ОСР можно использовать как некоторый такой не диагностический инструмент, а именно в рамках профилактики. Но это не диагностика. Подобная тактика подразумевает под собой, что прежде всего должен быть психолог. Да, абсолютно. Методика Кучера, Костюкевича. Я про эту методику. Более того, просто у меня была возможность общаться с тем, кто эту методику придумал, подробно общаться на эту тему. Собственно, поэтому я с большой долей сейчас уверенности говорю о том, что ее нельзя использовать, просто нельзя. Итак, что мы видим и по каким мы признакам можем ориентироваться по поводу кризисных состояний? Во всех сферах, коллеги, да, в поведении, в эмоциональной сфере, если мы просто общаемся. Ну расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Вот мы все забываем, как переживается стресс на уровне тела. Не спрашивай. А как тебе, вот как ты сейчас сидишь, что-то я смотрю, ты плохо дышишь. Как ты со мной волнуешься, или часто дышишь, или сильно дышишь? Расскажи, а что у тебя на уровне тела происходит? А дальше получаются некоторые такие моменты, о которых врачи даже забывают спрашивать. Вот этот феномен душевной боли. Мне рассказывала девочка, сейчас женщина уже 60 лет, не лечилась, первый раз пришла. Она мне говорила о том, что в 10-11 лет впервые я почувствовал дискомфорт в груди. Такой дискомфорт неприятный, что у меня появились мысли о самоубийстве. Я решил где-то покончить с собой, повеситься. Родители прекрасные, хорошие, то есть вся семья очень такая позитивная, но она в силу своих страхов, в силу своих каких-то переживаний, депрессивных, я думаю, чувств вины перед родителями, скорее всего, не стала говорить и так стала жить с этим, с тем, что она вот повесится. Вот так она прожила. К нам она уже попала с тяжелейшей формой депрессии. Вот если бы с самого начала возможность была отправить ее к специалисту, пролечить, этого всего не было. Единственный симптом – телесный дискомфорт. Но дальше ребенок часто может не понимать и не рефлексировать того, что происходит до конца. Но на это вот очень внимание большое обращать. Смотрите, психосенсорное ощущение, то, что я называю ощущение измененности себя, окружающего мира. У меня ощущение, что я как будто мир воспринимаю за стеклом. Меня ничего не радует. Меня раньше радовали фильмы, радовал компьютер. А сейчас я с друзьями не хочу ходить, ничего этого не хочу, это не люблю. Мне это не надо ничего, я замкнулся. Сидит такая девочка, вся вот такая, неумытая, за собой не следит. Да, ей ничего не нужно, учится кое-как, хотя вроде бы училась хорошо. Разговаривать особенно не хочет, отвечает мало, по чуть-чуть. То есть так, все нормально, односложно учить. Повезли ее родители куда? К психиатрам. Добрые психиатры, особенно не разобравшись, поставили шизофрению. Девочка, что делать психологам иногда, когда мы не понимаем внутренний мир? Коллеги, я не знаю, кто работает в кризисных ситуациях, но есть методы проективные, во всяком случае.
Провели мы с ней проективный метод, серьезный, глубочайший мир, творческий мир, поэтический мир. То есть девочка находится давно уже в тяжелой депрессии, мыслями, тяжелейшей ситуации семейной. Но проще считать человека психически больным и вторыми таблетками. К сожалению, вот такой работы не проводится. Немножечко, это по нашей шкале, это, ну, мы здесь работаем, здесь важно что понять. Все-таки то, что сейчас я показываю, это выезд наших специалистов. То есть большинство специалистов в Центре психологической помощи или клинические психологи, или врачи-психиатры, но с дипломами педагогов, психологов, чтобы вопросов не было, и чтобы не было вопросов о взятии дополнительных разрешений на собеседование. Таким образом, просто мы этот вопрос решаем таким образом. Но подавленность, вот это вот то, что здесь болезненная психическая анестезия. Знаете, что это такое, коллеги? А то, что приходит ко мне молодой человек, который, к сожалению, покончил с собой, несколько раз лежал в клинике. Он говорит, вы знаете, я говорю, ну давай расскажи поподробнее, только поподробнее, как живешь, что чувствуешь. Ну, вот, а как я чувствую? Я не чувствую ничего, я не живу, я существую. И мне от этого очень больно. И потому что я раньше любил этот мир, я любил тех друзей, которыми общался, я любил близких своих, а теперь я их не люблю. И мне край как вообще тяжело от этого. У меня постоянно мысли о самоубийстве. А если мы, как психиатр, как на этот симптом не обращаем внимания, вот, к сожалению, да, там он третий раз оказавшись в больнице, он покончил с собой. То есть это один из самых опасных таких симптомов. Вот что еще важно, надо знать и помнить. О чем писала Елена Моисеевна Врона, о чем, в общем-то, в литературе часто пишут об этом, но как-то забывается. Вроде все хорошо, депрессии нету, в депрессии человек, вот, и вдруг он ни с того ни с сего начинает вести себя по-другому. Да? Он становится более спокойным, он начинает более общительным становиться, он даже где-то местами становится более радостным. Да? И у него появляется некоторая эйфория даже. И все радостно потирают. Вот. Не спрашивают даже на самом деле, а что произошло-то вообще с тобой? Изменилось то состояние вдруг, ни с того ни с сего. А дальше идет суицид, суицидальные действия. Мне те, кто были у кого попытки, не раз описывали о том, что когда человек принимает решение, когда я принимала решение о самоубийстве, у меня как будто гора с плеч сходила. Мне становилось так легко. Никакой ответственности, ничего нету, просто легкость бытия. Это такое приятное чувство, что я готова, в общем-то, ради него, просто чтобы избавиться от всего этого. Но о чем это говорит в первую очередь? Может говорить о тяжелой форме, опять же, депрессии, когда человек находится в таком состоянии депрессии. Ну, плюс еще, естественно, психологические факторы. Опять же, вот то, что здесь Врона отметила, нужно понимать, что не все так хорошо иногда, как кажется. Иногда, особенно, когда это резко происходит. Итак, общие черты. Да, с чем мы столкнулись? Юноши, кризисное состояние связано с острой ситуацией. Да, здесь мы как раз у них чаще наблюдали вот пресловутый нарциссизм, инфантилизм и невозможность или нежелание справиться с ситуациями, в которых они стали находиться. Для девочек, к сожалению, ситуация более такая. Для меня, вот, мы посмотрели, сейчас уже, наверное, больше 300 человек, лично и амбулаторно, и стационарно. Ситуация такая, что часто это хронические депрессивные состояния, которые никак не диагностировались. Вопрос по поводу того, у нас есть вопрос, такой вопрос о ценности жизни, скрининге. Так вот, они, большинство, как раз и говорят о том, что о ценности жизни-то нет никакой. Вы мне можете сказать по поводу ценности жизни? Хоть какая есть? Да, потому что, ну вот, в принципе. И дальше очень начинается серьезный разговор на тему, действительно, что такое ценность жизни для тебя и что ты вообще для других является. Вопрос всегда тот же самый к обучающимся, да. Почему, скажите, пожалуйста, а в чем для вас, я начал говорить, ценность жизни? Здесь обычно делится все-таки на 3 группы. Вы можете сами все провести, посмотрите, как у вас разделится ценность жизни для вас.
Хороший очень фильм «Отправить человека на самоубийство», подростка, о том, как кратковременную помощь оказывать в этой ситуации, о сублимации. Это фильм, там я обычно беру только кусочек, связанный вот с желанием самоубийства подростка. Это фильм «Корчик» о известном педагоге польском, который пошел вместе с детьми, хотя он мог избежать этого в газовую камеру. Вот жизнь, фильм, посвященный вот этому отрезку. И там очень короткий разговор есть. Как он воспринимает то, что подростки ему говорят: а я хочу покончить. Имеет ли право, имею ли я право на смерть? И что он отвечает? И как он переключает его? И каким он облегченным и как раз с новым смыслом уже возрождается. Поэтому фильмы есть вот такие очень, очень хорошие, очень с точки зрения отрывки даже по пониманию, и что делать надо. Обязательно, что входило в программу, обязательно первоначально были через Министерство, Департамент образования обучающие программы, было много обучающих программ по городу Москве. Да. Если мы работаем со школой, мы не только проводим скрининг, не только выезжаем туда, мы оказываем методическую поддержку, это считаю нормально. То есть если мы говорим о регионах, то есть центры, которые, я был вот недавно в регионе, в которых есть центр, ресурсный центр, которые могут выезжать в школу и которые потом работают как раз, сразу работают, если что-то случилось. На первых этапах проводят, то есть первый этап первичной профилактики, да, хотя бы элементарно некоторое образование. Второй этап, да, это по возможности, как мы можем выявить группу риска, хотя бы по потенциальным факторам. Второй этап работы подразумевает, как работать все-таки с кризисными подростками. Отдельная тема, боюсь, что тоже время, вот я смотрю, просто остается 10 минут, времени не хватит, но есть просто отдельная тема, связанная с тем, как работать с подростком в зависимости от их личностных особенностей. Потому что для меня вот это не просто, скажем, подросток с депрессией или просто какой-то, это личность, у которого свой, вот то, что мы говорили, суицидальный кризисный период, с его определенными совершенно проблемами, с определенным характером. И такой момент. Для меня, если мы говорим о профиле, я просто здесь о профиле суицидента, я уже говорил о том, что он не только для меня это эгоист. Да, бывают такие. Но для меня страшнее вот эти подростки, которые, собственно, потеряли веру и смысл в жизни. И которые, с одной стороны, готовы пойти куда угодно. И жизнь свою отдать куда угодно. И на баррикады, на революцию пойти. Им жизнь ценность не представляет. Потому что потерян этот смысл. При этом они не эгоисты. При этом они ради другого человека готовы свою жизнь отдать. Готовы жизнь отдать ради близкого. А близкий не дает им возможность дать такую возможность. Это реальная ситуация, когда подросток бьется, чтобы в семье было как-то вот хоть что-то стало, как-то нормализовалось. Грудью становится перед папой или перед мамой, защищает, но понимает свою бесполезность, беспомощность. И суицидальные действия идут. Потому что я не смог. А я сделал все, что мог. Высокий уровень притязаний, опять же, Это вот нереальные представления. правильно. Но здесь у вас аспект такой. Есть вот социальный перфекционизм, да, от того, что я должен достичь каких-то там, да, туда поступить, туда. У них высокий моральный перфекционизм. И аспект к себе морально-нравственный. И вот здесь морально-нравственный аспект, я не согласен здесь как раз с Михаилом Игоревичем, и смогу немножко поспорить, что морально-нравственный аспект, он есть или нет. Это вопрос не только воспитания, это вопрос еще рождения. Человек, я просто вот уверен, общаясь с детьми, иногда рождается с таким компонентом. Опять же, это отдельный прям вебинар. Он рождается с компонентом высокое чувство справедливости. Никто на него не навязывал. Он уже рожден с этим. Он уже или рожден с таким действительно с высоким уровнем притязаний, что на шее сидит. И ты, у тебя родитель, я родитель, у меня 3 детей, они все разные, при примерно одном стиле воспитания. Ну, разные, принципиально разные. Это хорошо, что он рождается таким вот справедливым. Собственно говоря, просто
И ты же понимаешь, что ты не можешь мир изменить весь. Вот если у тебя правильное мировоззрение, ты понимаешь, что ты можешь изменить только себя, ты не можешь изменить родителей, маму, папу. Ты можешь что-то для этого сделать, но это не обязательно будет так. То есть здесь определенный момент такое смирение присутствует. Вот. И тогда ты нормальной мировоззренческой, опять же, системе находишься. Михаил Ильич, абсолютно согласен. Здесь просто вопрос, чтобы этих детей просто выделять в отдельную как бы категорию и работать. Конечно. А работать с ними уже не как вот с нарциссами, действительно, это отдельная работа, а работать как они для меня как взрослые, потому что они на самом деле воспринимают мир очень глубоко, очень для них смысл является важным. Откуда часто появляется чувство вины? Вот из потери вот смысла. А что, почему Бог так жесток? Потому что не знает, опять же, ему об этом никто не рассказывал, и он не понимает вот этих основополагающих вещей, которые действительно дети совсем маленькие знали раньше. Понимаете, Михаил Григорьевич, я здесь могу так сказать, на своем общем опыте просто. Я говорю, я не знаю. Я знаю о том, что... После вебинара идем просвещаться. Я знаю, я свое говорю там просто, что... Да, но очень сложно с ними действительно что-либо навязывать, потому что, к сожалению, общая тенденция у подростков – это негативное отношение к официальной религии. И поэтому официальная религия, подчеркиваю, не проблема духовности, а к официальным аспектам религии. Кого не спросишь, того и... Там межведомственное взаимодействие, да. Вот сейчас у меня будет вот, межведомственное взаимодействие, и вы здесь как раз... Потому что если не будет у нас межведомственного взаимодействия, если, смотрите, сейчас у нас такая возможность есть. Есть центры в Москве, да, там, в которые школа может обратиться со сложным ребенком. Этот центр дальше может обратиться в центр к медикам, которые они знают уже, и к врачам уже, которым они знают, и могут получить некоторую обратную связь. Не в том, что какой диагноз у ребенка, а в том, как мне вести себя с этим ребенком. Потому что основной запрос школы – получить обратную связь, которую медики, к сожалению, не дают. Говорят, что это поэтически. Но, ребят, дать просто сказать, как лучше, как надо, как не надо вести, я думаю, что это наш, как медиков, просто принцип. Поэтому обратная связь должна быть. И она вот сейчас в Москве более-менее налаживается, скажем так. Не все идет. Да. Вопрос в том, да, давайте я только передам информацию, чтобы люди услышали, не отключились, потому что могут понять, что время не сходит. Уважаемые коллеги, как представители Центра защиты прав и интересов детей, еще раз озвучу вам такую информацию. То, что сказала Лариса Павловна Фальковская, выступавшая в начале нашего вебинара, кто подключился позже, то увидит потом это выступление заместителя директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ларисы Павловны Фальковской и наших уважаемых коллег, которых вы, надеюсь, сейчас уже слышали, она просто шла раньше. Так вот, это все будет выложено в записи, весь вебинар, и на сайте, где вы сейчас подключены, и на сайте нашего центра, Центра защиты прав и интересов детей, fcprc.ru. Сейчас мы скинем ссылку. Также на сайте в разделе «Методические материалы», о чем упоминала Лариса Павловна, вы сможете найти типовые сценарии, разработанные по профилактике аутодеструктивного, суицидального поведения. Там также размещен навигатор профилактики, и мы стараемся выполнять, я думаю, сейчас еще добавим те материалы, которые пригодятся вам в работе профилактической в этом направлении. И, кроме того, перейдя на вкладку профилактика девиантного поведения и ценность жизни далее, вы сможете помимо этих материалов увидеть ссылку на контактные номера, где можно получить оперативную помощь, и адрес электронной почты «Спасти от пропасти», куда вы сможете задать свои вопросы. И кроме того, все, что сейчас вы писали в чате, конечно, не могли мы в формате вебинара ответить сразу на эти вопросы, но мы их все проанализируем, сгруппируем и разместим ответы на вопросы на нашем сайте, на наиболее часто задаваемые сейчас вами. И еще был вопрос, когда будет следующий вебинар, как мы о нем узнаем. Обязательно будет анонс на сайте нашего центра. И также, конечно,
будет следовать рассылка Министерства просвещения во все субъекты Российской Федерации о предстоящем вебинаре, дабы вы смогли в нем поучаствовать. Да. Ну и да, просто вкратце уже раз коснулись межведомственного взаимодействия, я эту тему глубоко, в общем-то, изучал и во многих регионах. Конечно же, надо сказать, что просто психологи, там, или там, образование отдельное, там, врачи отдельно, соцработники отдельно и так далее, никто с этим не справится. Это настолько сложная тема, что вообще очень бы я рекомендовал в регионах, ну, я понимаю, может быть, это не тот уровень сейчас у нас вебинара, в регионах такие команды делать, прям, чтобы там были и психологи, и педагоги какие-то.